Меня слышно всем? Так, сказали бы да или нет. Кто-нибудь слышит? Есть. Звук есть, Джузи? Все хорошо мне слышно? Слышно. Ну, все тогда, значит, это вроде бы у меня интернет есть. И мы, как говорится, не слышно бы. Ну, что поделаешь, если не слышно, то Аллах эту бойл ваша. Дерез хилса ваш да духва хуэл. Да работает изышка сауда кил башлам этот Муса в своем. Ну, давайте так. Может, человек несведущий, не знает истории, не знает, какова у нас обстановка. Он, наверное, судит по своему региону. Мы судим по своему региону, он по своему. Видать, вот валикум салам. Это как-то вот так сложилось. Сегодня мне некоторые наши соседи с Востока начали писать якобы, что я там что-то написал про междуречие или как-то пытаюсь задеть там соседей, тоже братьев, мусульман, мыков и так далее и тому подобное по ауховскому вопросу. Еще раз, я надеюсь, что кто-то будет в этом здесь, кто слышит меня, услышит и передаст. Вы, кем бы ни были, кто бы ни был, когда вы предъявляете что-то или обвинение в мой адрес, или что-либо, вы хотя бы прочитайте текст. На этом тексте жирным шрифтом было написано, что это текст 1845 года. Никакие народы, общество, тейпы, я не знаю, кто бы то ни был, хоть русский, хоть татарин, хоть еврей, у меня нету понятия такого, чтобы оскорблять людей. Вы заходите на исторические паблики и обижаетесь, что есть какие-то исторические материалы, которые не подходят вам. Но разве это моя проблема? Если вам не нравится книга, что вы делаете с этой книгой? Нравится, читаете, не нравится, вы можете, как говорится, или выкинуть, или отдать, или что-либо угодно. Нет, вы начинаете приставать к человеку, который продает эту книгу. Причем тут продавец-то этой книги? Блогеры – это люди, которые предоставляют информацию. Если эта информация каким-то образом не нравится вам, вот исторически вам не нравится, так проблемы должны быть или к этой публикации не оскорблять, не говорить там я или ты или кто там еще. Это раз. Во-вторых, я хочу, чтобы тот, кто этот человек, люди, которые начали писать мне, вы написали, что если я грамотный человек, что я должен был к вам обращаться на вы. На что я вам еще раз повторяю, в нашей культуре, в наших традициях нету обращения на вы. Мы всегда разговариваем на равных, и поэтому я написал на ты. И не нужно обращаться, не обижаться на это. Тут ничего плохого нету. Если я вас считаю равным себе, тут нету ничего плохого. Старше вы, младше вы, разницы никакой нету. Это уважение к вам. Вы зашли ко мне на паблик и задали мне вопрос. Если бы я зашел бы к вам, вы бы имели право диктовать мне, говорить, какие у вас там правила и так далее и тому подобное. Поэтому я пишу так, как я хочу. А для моих адвокатов, подписчиков и разного рода
тоже любители истории. Вы начинаете мне наседать на уши и упрекать меня в том, что я якобы пишу и указываю нахчийцы, и потом через боковой дефис, ну, через косую пишу чеченцы. Еще раз, уже на протяжении 3 лет я официально всем сказал, авторское право, как говорится, сейчас я отвечу, авторское право, которое есть непосредственно, я имею право. Наш народ сам себя называл, и всегда мы были нахчи, нахчи. И с 2018 года официально принят документ. В историографии можно писать, это Академия наук Чеченской Республики. Вместо чеченский правильно считается писать и введен в историческую науку обиход термин нахчийский. Через О нахчийский вместо чеченский. Чеченцами нас называют непосредственно все остальные, там, кто живет по периферии или кто живет в других субъектах. Сами себя мы называем нохчи и нахчийцы. Это правильный термин. И это принято непосредственно. Я работаю и пишу все, как должно быть в рамках закона. Никого я не обижаю, никого не оскорбляю и нововведения не ввожу. Чтобы было понятно, если кто-то считает, что я поступил, или это отсебятина, или нововведение, я прошу вас обратиться в Академию наук Чеченской Республики, и вам там обоснуют и подтвердят, хоть не мои слова, а вообще спросите про термин нахчийцы. Ничего плохого нету. Я не могу понять этнически чистый наш народ, почему должны так негативно относиться к слову нохчи. Если вы являетесь нохчи, представители этого народа, вы не должны обижаться, а наоборот должны гордиться, что историческое название введено в оборот, как и в Конституции Чеченской Республики, с которой вы вообще не знакомы, наверное, нужно вводить в обиход и говорить так, как называли нас наши предки. Мы называли, и предки наши называли себя нахчи. Поэтому хотите обижайтесь, хотите нет, можете искать другие паблики, где написано иначе. Я же хочу для своего будущего, для моего народа только достойной истории, которым исправляя какие-то наклепы, заветы и так далее и тому подобное. Поэтому будьте внимательны, следите за историческими новостями, следите за публикациями Академии науки, вы все узнаете. Дальше. Башлам, что там насчет с этим типа лиц кавказской национальности? Ну, типа они там так говорят, но это же так, как мы знаем, ну, мужика избили с ребенком. По этому поводу я читал выступление главы Чеченской Республики. Я думаю, что сказано все в рамках корректно, грамотно и очень правильно. Это уже не в первый раз. Мы в себя в пабликах замечаем такую тенденцию, что я помню еще буквально лет 5 тому назад Соловьев тоже себе позволил, кажется, это было после того, как проходила какая-то свадьба, там якобы стреляли в воздух, он тоже как-то небрежно отозвался кавказцам. Я понимаю, но это люди такие, как Соловьев, Симонян, это медийные люди, и называть или оскорблять каким-то образом представителей субъекта Российской Федерации, кавказцев, называть там как-то пришлыми или напали, тем более официальные лица средств массовой информации не имеют права, и неправильно было обвинять людей, которые вообще на самом деле были оренбуржцами, а не кавказцами. Прощения никто не попросил. А стоило бы, конечно, сказать, простите, что недостоверная информация. А что касается выступления официальных лиц, официальное лицо, я думаю, от всего СКФО выступил глава Чеченской Республики, причем очень аргументированно. Я надеюсь, что представители федеральных СМИ в следующий раз немножко будут корректно себя вести, потому что это на самом деле приводит к недопониманию. Межнациональные отношения становятся и так в России не самые простые. К этому уделяется огромное внимание и федеральным центрам, да и во всем мире то же самое. Это не только в России.
Западная Европа тоже там называют там беженцев в Сирии там иначе немножко там, чем и другие тоже. Поэтому нужно это четко, понятно довести до людей. И я не знаю, конечно же, очень негативно и неправильно, чтобы федеральные СМИ так себе могли валикум ассалам говорить и позволять. Я тут полностью как бы считаю, что если Северно-Кавказский федеральный округ и субъекты Российской Федерации, которые находятся там, Дагестан и так далее, все 7 регионов Северного Кавказского федерального округа являются полноценными гражданами Российской Федерации, такие слова давно пора в средствах массовой информации вот эти терминологию типа лица кавказской национальности и все остальное убрать и ввести какой-то преступник, он есть преступник. Если мы граждане России и признают, все говорят, что мы живем в одном правовом государстве, которое называется Россия, ну, грубо говоря, не правовое государство, а вообще, которое называется Россия, то было бы правильно и корректно не допускать вот такого такой формулировки. Здесь же нужно все регулировать, тоже правильно, не допускать ошибок и говорить обо всех в негативном случае. Это еще раз показывает, что социальные сети и СМИ не идеальны. Ошибки могут быть, и у меня могут быть, и у кого угодно могут быть. Поэтому я, конечно, не сравниваю себя, у меня небольшая аудитория, но это все мои братья, мой народ и соседние регионы. Поэтому было бы хорошо, если бы таких ошибок не допускали. Вот они нас так и назвали, чеченцы, ингуши. Это они нас так называли. Скоро вообще по-другому позовут. Лично я не хочу, чтобы так назвали ингушей. Да ну, их я думаю, ну что тоже так. Но это уже, как говорится, это уже должно руководство непосредственно решать регионов. Башлам, ты знаешь, как и когда здесь появились нагайцы? Ну, нагайцы это те же татаро-монгольские, как мы знаем, представители татаро-монгольского войска, калмыки, нагайцы. Некоторые отрицают, но и нагайцы, и калмыки это все от бывшей татаро-монгольской армии осталось. Тут вне всяких сомнений. Некоторые говорят, даже тюркские племена, некоторые, которые здесь остались. Но по последним работам, которые были освещены, как говорится, Амином Тесаевым, нашим сотрудником Академии наук, вот по его работе можно сказать, что уже не только тюркские племена, а даже некоторые народы, которые проживают здесь, называли себя, они являются потомками армии Тамерлана, вот, так сказать. Израиль Абдулла Шуаной. Ассаламу алейкум. Хочу сказать всем российским СМИ, хватит кормить Кавказ лживыми новостями. Но они, если бы только Кавказ бы, здесь речь-то идет не только о Кавказе, речь идет о всей России. Обвинить людей, которые, ну, вообще, они оренбуржцы. Они, мало того, что они россияне, оренбуржцы, они вообще не кавказцы. Вот. Я не хочу говорить, какой национальности они принадлежат. Я думаю, каждый увидел это видео. Но эти вопросы нужно как-то решать. Но все равно это неправильно. Это оскорбление. Это оскорбление огромного количества. Если просто даже взять, ну я не знаю, если взять из Закавказья тоже, это огромное. Дагестан 4 миллиона, Чечня где-то 2-2,5. Ингушетия там 500 тысяч, Осетия там не знаю сколько, 600-700 тысяч, Грузия 4 миллиона, Армения там не знаю 2 миллиона, Адыгея, все остальные, если собрать в совокупности, это миллионов 30-40. Как можно миллионов 30-40, ну ладно, Грузия, Армения это независимые государства, Азербайджан независимое государство. Но остальные 7 регионов российские, это почти что по 10 миллионов, без малого, по 10 миллионов человек. Как можно их оскорблять? Но преступные элементы есть везде. В каждой семье, в каждом народе есть хорошие и плохие.
Нужно понимать, при чем тут, если есть хорошие... Получается, когда спортсмены выигрывают золото на международные олимпиады и так далее и тому подобное, они автоматически становятся россиянами. А как кто-то подрался в метро или сделал что-то плохое, это сразу кавказцы. Ну разве это не двойные стандарты? Мы живем в 21 веке, где справедливость? Где СМИ, которые о толерантности говорят, о мультикультурализме так говорят? Мне интересно, чем они отличаются от тех же блогеров нарнийских, которые оскорбляют людей. Нету никакой разницы, кроме аудитории, которых миллион раз больше у них. И так не такая спокойная ситуация в России. И называть всех кавказцев, там, я не знаю, это кавказцы сделали, здесь то сделали. Я не знаю, честно сказать. Про сарматов я прочитал, это не шаройцы. Сарматы проживали на огромной территории, плоскостной территории. А при чем тут шаройцы? Шаройцы это чистые ногчи. Ни больше, ни меньше. Про сарматы я прочитал. Если вы хотите, я дальше тоже прочту. Там буквально минут 5 можно. Про сарматов, скифов, кемерийцев. Про все я зачитываю, рассказываю в эфире. Ну, чтобы не было огульно, что это я от себя говорю. Я могу зачитать. Причем рецензия дана 10 докторами исторических наук, там кандидаты и лингвистических, там, как говорится, лингвисты есть, профессора есть. И я могу зачитать вам про сарматов. Почему шаройцы сарматы? То скифы, то сарматы. Ну, так получилось, что Чеченская республика является, вот именно Нохчичу является территорией, на котором фактически было 5 культурных разных слоев. Каякена-Харачевская, Кабанская, Майкопская, вот, сколько их там еще было? Сарвы. Да нет, конечно, чушь собачья. Какой сарвы это сарматы? Что за... Шаройцы показывают точно, валикум ассалам, точно такой же ДНК показываются шаройцы. Шаройцы пока, Шарвы, Химуай, Хакмадуай, Шикаруай, они показывают точно такой же ДНК, как и у всех чеченцев. Коренные чеченцы, J1, J2, L3, Q, все. Нету никаких, понимаете? Хватит вам рассказывать вот эти, я не знаю, блин. У вас все инопланетяне, марсиане, кто откуда пришел. Что за лабуда вообще? Каякена Харачевская, я сказал, а не Казанская. Майкопская. Причем тут Казанская? О, как все запущено. Ладно. Курааракская, Каякена Харачевская, Кабанская, Майкопская, Северокавказская некоторые называют. Аланская. Ну, ладно. Казанская, при чем тут? Я сказал Кабанская. Ассаламу алейкум, башлам. Ва алейкум ассалам. Подожди, башлам, мокшай. Что даешь, что? Да, башлам, а банду оценила, конечно, доги тоже, ну я шухал хайнас. Да нет, просто мне очень... Я не хочу, чтобы представители моего народа допускали такие самые, как говорится, простые ошибки. Наоборот, вместо того, чтобы гордиться, что на нашей территории размещались и находят археологические, как говорится, артефакты разных культур, и вся наука говорит об этом. Вместо гордости мы просто ха-ха, хихи, просто вот посмеяться. Я не знаю, что... Не знаю, может, я чересчур сильно отношусь, серьезно отношусь к истории. Ну, мы можем, конечно, относиться вот так с насмешкой. Давайте рассказывать, что там, не знаю, что у нас здесь реально находится Ноев ковчег, яйца динозавров, драконы, которым 50 тысяч лет и так далее и тому подобное. И будем смешить весь народ и все.
Наши, я не знаю, какие ваши историки, что Шарой, ну, ажа така, юот ахкаца дючук. Особо девасайн. Даца ичи. Свang свободу духаю. Да, я чую, это эргэс, я квартаж, вечно, что-то тебе, чем-то ты недоволен. Давай, я сейчас это не тебе, это вот Başlan наши, Dela. Moyok knig наши hayata историки. başlan knig kerez dava sürse там дош хочешь да. Да, из-за Tajimonik Хилмик, yetsem başlan tajimonik. это, в принципе, небольшая, надеюсь, чтобы все любители сарматов один раз услышали, кто такое и что за детский сад вы рассказываете. И хочу, чтобы было понятно. Наши историки, я не знаю. Исторические источники свидетельствуют о том, что савроматы, близко родственные скифам народы в 7 веке до нашей эры заселяли Нижнее Поволжье, то есть южно-русские степи и так далее. Там. Археологические памятники подтверждают существование тесных взаимодействий между савроматами и северокавказскими племенами. Взаимодействие, а не шаройцы, что являются савроматами. Северокавказскими племенами уже в 7-6 веках до нашей эры. В 3-1 веках до нашей эры в предгорьях Северного Кавказа появляется, в предгорьях, чтобы вы знали, Шаройский район это горное, а не предгорное. Ну, мало ли так, чтобы вам географию так тоже приходится преподавать. Они вот сейчас с Северного Кавказа появляются савроматские племена, вступающие в тесный контакт с жившими здесь протонахчийскими племенами. Они оказывают определенное влияние на развитие местной культуры и сами охотно восприняли традиции высокоразвитых оседлых земельцев. По данным античных историков, сарматы обитают на Танаисе, Дон, на его восточном побережье и Предкавказье, Гиппократ, Геродот, Эсхил. Не ранее 4 века до нашей эры эти племена начинают продвигаться на запад, переходя отделявшуюся их от скифов реки Танаис. Внутри себя сарматы дробятся на множество племен, народов, которые имеют свои собственные названия, соответственно, с узким значением по сравнению с такими терминами, как сарматы, савроматы. Краткая навчийская этимология термина «савромат» выглядит так. Первая часть этого названия, самоназвания, с навчийским словом «совра», тонкая выделяющаяся кожа. Вторая часть «мат» имеет значение язык, место. Следовательно, «савромат» означает кожаное племя, кожное или кожное племя. Более того, вторая часть этого слова связана с нониами, маты, матианы, название древних хуритов. По данным Геродота, сарматы произошли от смешивания. По данным Геродота, сарматы произошли от смещения скифов и амазонок. Страбон, в свою очередь, считает, что племена, живущие в приграничных районах Диаскурии, в большой своей части принадлежат сарматскому племени, и все они называются кавказскими. Это сообщается впоследствии, повторяется другими античными авторами. Вместе с тем, необходимо отметить, что сарматские ворота, отмеченные Птолемеем, находятся в районе перевала Харами, по которому проходят пути, связывающие Дагестан с Чечней. По некоторым данным, сарматизация Северно-Восточного Кавказа в 3-1 веках до нашей эры минимальна по сравнению с более западными территориями. В то время на территории Затерича продолжали господствовать местные оседлые племена, проживающие здесь и раньше. Сказанное, подкрепленное следующими тезисами, столь широкие распространения навчеязычных элементов Сарматии и вокруг нее объясняется тем, что в этом регионе ведущую роль играли навчеязычные или близкие им другие родственные племена. Следовательно, скифы, сарматы принадлежали к северокавказским, адыгейско-чечено-лезгинским народностям. Таким образом, сарматы, савроматы – это конгломерат разноязычных племен разных регионов Восточной Европы, включающий Северный Кавказ. Я надеюсь, я зачитал каждое из данных непонятным
некоторым нашим зрителям, которые непонятно, кто такие сарматы и какое оно отношение, имеют ли они отношение к нашим, как говорится, шаройцам или нет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам саваш. Башлам. Удесо, мокшо смуё. Хохвач меня тут все спрашивали, Мичуана, Юни, Вейна, Цевейна, Гуш Малаци, Удесо, босс. Собак дегель, тига Черное море, тига тига цапансионат яш. Тига варса стройкш яш. Тига белых чака, белла, инцевенуса, пока по Кавказу досвидчили, шлюсу. Как всегда в бизнесе. Да, строим, работаем. Надо заниматься. Башла. Кто сум багдагель, хина дацер, просто сял генерсон и Бузуртанов, и Сацина Элла, и Милю, и комитет, и хуи. Да, сейчас принято решение по этому вопросу. Вы аура кицар, вы оскорблять дац, вы цель историю царят, цара, вы историю царят, Элла. Бисмиллах, Сатина, положению. Да, شنو خلاتها شي قداش الله أرسم بعد جالشة حقرو ويتحمل داسر سو سي أغور بول بشور حي أغور بول بشور قي بيرشة دالسي دوال شو دق وقاد يشة دقش دروي نسون سي أغور خاينس محمد واس دودو ويلورد Belda, sočiga poznam te ovo čuhen i serce i bulbul sani serce se dönş dölçhena işadet sen dualla yeçhena sunha tu Tbilisi ha tu Gürcü mahkaha tu Panki siyah işadet hulqna sunha hins tu tüyşal yaşta naha çogol mel godiner Muhammed. Şundere az bu kudu İtselveyn aydlo godin helç. İtselvey ağo niş ağo veyn helçe veyt helçe. Çünkü serboçunla duo diyiştu. İ bakdu. İşadik nisdu. İşet şey ağor çara şey ağora çar mabini dukuç. İtsel hajal insil imamada اسمدر مبوخين اسمت بوخين سو حمصو اغور نيسو يسوو يلوردو نوتسوغو مونتي استيشلدو في خز في داق لا سو خزنيخ سنة ويقام سي بيشا ويقامن وديشا إذا يبيوهم استديسي ده شين إيلاتسا شين ميل شين بيوخ برسا ديسرخة أقا إتشاقوال سن ديرتون لارن بديش نسون سعون لا أرسين سعون الله أرسين بجلام تيجا إيلام نشكاحة تيجا مودر خيامون halk heenska. Hinse nogtje as boeien cheberlei. Yuga as bersili bu kines bu nutsiga besbats. Sheni qirtsahir velek tsar birgel waqi. In primer nahun yasun kochovogi. Kochovogi tsahir velek taudel. Kochovogi. Gendelch ahsun shashelta tuhi ivie. Yu'a. أقرأ على بقي ناخ برت ببيز كنك دديز أولي أق برت بتشينا تو بوخ تار بوخ إنس يتون ديزل بسن قزع الشيلات دل ديزن صداق دل ديزن شو يبيرش حاجة حرشة نقطة كيلوش خلا أق يوخ دق إيش خلشة أقول سامدينا عشونها إنس تقعدوش تقمديتش أسيقا سين زي بقي تشناخ بيست كل شنا İsaber koça do işaret çalelo şöyle politik korda yay. Sandina korda dinacer eller. Hinçul ya çiriyala, hu yala, vin wala, hu udala. Şeyin luç kieper, ikir daye, vajdik diye nosun latnaş murdas. Ketos ba asa insan boşdu ikitse doştu da sen boşdu. Fıgna buzurtanov krayni vina şu balıboşu. يقع بوزرتانов цара хинси совет и это побехую и комитет я хую короче ну да теперь что мусово цара
آمدسا دين خردوي تجات شيء ده لسه تيقع يملوا ما Бархой. برخوي شو ده لسه خردوي الأسبوعهم حجلهنز شو مومنت روسلان ووتشا روسلان ستي نتسار هينز حجل زمين روسلانا وين مسارنا عودل ويخوش شو دوتك بيد بوت خمس ديخوش هينز هو شو قينرش شابرش وإستوريكش بقدر بيت سديوتش بش إن سعودل وين يقال قواسن أوخيس روسلان ستصور بو أشو شادرش صوت إذا اسمه داتي цара очхена русланига оч массарга и молодежь и шабу и нернич массага цар дихаш деш духдахаш ати доцег мадиц Йони, ваша царгнота собрия хасялан прямой эфире хажери лорды. шахажер Скорот ахинс кидаху цадитит, а скорот объяснить, но он цо хаэллэг. По границам, по землям вопрос вы не решаете, это уже на государственном уровне. Первый факт. Второй факт. Там не Руслан сказано. Там сказано полностью, они дали слово цуаун и шабер сол царбу, вай чара, вай агура, вай везри доша, кида халх маар атиду, оскорбляться дяш. Это полностью. Там не идет об одном Руслане. Масу атиду, это ишт элхум до тига. да, богду Там не зависит от одного человека, أصلا هيت سلسلة ده تبني فقط سرقام حيوش ده ودان وتعاد يوش ده تغليش وخاطر تعهم يتنيات يا هاي كيتشمو وتسوندر سؤال محمد سلان سلادو أخذتين بولنس محمد وبوشتيجا سؤال سر دوش دل شابش صوت وربو خرطوا يوتريات وبشي يوتر ده توي ويجريدو ويبصوا حق بيش تحر مرخي دد مرخي باس موت درس يالان حق Шхена, ой, полностью сатирю, а то уже массара дайса, поясна, уже дух социальной сетчика, да, щу, поясна, ой, и питан сату диез, ла Муаммаду, иш диня, уже второй раз призывает я, что он полностью сказал, там нету одного человека, все, и там, и здесь, Сободик дич асин со сялана юни чубахин татиш тамилш дяша со начале сюг элчхена Муаммаду элчхена ас бодик дич ас элла датер и ябаха датер и даунла хин темболе вай бертадан вай ятадор шадик даир до бохе алхамдулилlah дал бодуале хин сам чисто за хин уш аут электасу бодик дич Худ Эльшеок, а вот так и момент и культурный центр сейчас, Сялган Чуквасин гимназиум, все будут восстановлены. Все горные части, Дол Бауиниш, культурный центр Шви, по указанию, оказывается, я не знал даже об этом, но Муаммаду Чуквасин указание дано, что в горной части, Чеберлах, Массана, горной части будут все комплексы Шеривой, исторический комплекс, их будут восстанавливать и все остальное, Цундера. Да, Василий Башлам. Да, Василий Башлам. И комплекс я шел комплекс. Да, Василий. Мачо Ешервейна и Цахазы Юш был специалист. Сунсари тратига и Цутяха Вейнца Мухул Хаун. Хинсхун Хайа Воха специальность ла. Кэч Кинака, Вуку Кинака, Сукуяшу Кудухаун. И Хоя ملخص تاين يا شادك دنيا نهين سلسة سو غاسبي باغا سير هيستوريكش باغا سي ديليغاتسير سا كونفرنسير شكون دياش سي اسكورسيش كاينه السانغويتشي حالخليو خويات السانغوف تاجت 2500 лет поселению Хой. Да, геносус я видел, шёлшу инсаха, ёлшу. Хинца и олиль дать шайга раствор, рубероид и шайга и хумунт яхве восстанавливать я шела. Халатся яш. Не, там я так понял, знаешь, как будет Юни. Там будут исторические объекты, хинца Хошбаудивар, халх министр культуры, хинца Ачатю Кадыров. Они будут полностью по всем технологиям, даже не будут стены убираться, все будет. Это немецкие технологии, что хал майер по старой методике восстанавливать Ирю. А я когда еще в то время говорил, Юни, с министром Цугуба Архаем,
как раз таки писали вот эти комментарии насчет банич современный вид, хрю, раствор, хрю, яйца, именно по этому хойским и частный жилой башни шарша. Мы призываем бахцу, если у вас есть хорошие специалисты, ну, болтают все, когда ты начинаешь говорить, звать с Грузии, из других мест, оказывается, говорят, ну даже самую, даже они используют тех же сюлей, которые призывают в Дагестане или в Чечне. Мастеров. Башлам. Не мы. Башлам. Мудухаун. Ансамбль. Симфонический оркестр. От дирижера же много зависит. Конечно. Вот с Богом, обычно я объекты строю, я же все камни сам лично положить не могу физически, даже если это большой объект. Естественно, я беру просто, я говорю так, дайте мне любых каменщиков, которые кирпич умеют ложить, раствором ложить умеют, а я покажу, как надо сделать. И ты бегаешь возле них, объясняешь технологию. Прораба Бая от дирижера. Вот в качестве прораба, ты просто в качестве ликбеза, ты им показываешь, как сделать, как спрятать это, как сделать это, какой шов сделать. Мудобес. Ты просто говоришь, а люди работают, и они, для них итальянский кирпич ложить в 1000 раз сложнее даже, чем ложить камень, если подготовленный камень есть. Поэтому здесь зависит больше от самого того человека, который занимается этим процессом. Очень много от него зависит. И вот этих нам людей нужно. Не просто работяг. Работяги, они есть, они смогут сделать, когда ты им объяснишь, как сделать. И все, они делают это все. Просто мы сегодня, на сегодняшний день, Сюли, Кинарш, воевящ, царь, специалист. А по сути, они просто каменщики. А этнографию, саму технологию должен говорить специалист, а рабочие, вот работяги, должны делать кладку, то есть делать мастера. разнорабочих достаточно, нужно специалистов. Все, и все. Мы сегодня из разнорабочих сделали сегодня специалистов по этнографии. Вот наша ошибка. Юни, ты спрашивал, остались там вообще специалисты, которые умеют именно возводить башенные комплексы? Вообще разговор об этом, там были такие разговоры о том, что есть... Естественно, я не у Хасу спрашивал, войнохче тяга, цахатана спанкися. Но Гюджи Махкаха специалист волшебу. Более того, там настоящие именно реставраторы. Ну ты сам подумай, на сегодняшний день строительство любого объекта по смете, если это образно хотя бы там 1 000 000 рублей, то реставрационные работы это идут на порядок дороже. Да, я знаю, если где-то 1 000 000, там уже до 5-6 доходит. Да. То есть это за что-то это платится, за что-то. На сегодняшний день мы сегодня говорим, что в Ингушетии там называется страна башен. Но она только лишь почему называется? Первое, потому что такие боевые действия в Кавказскую войну на этой территории не велись. Второе, в 70-х, 60-х годах реставрировали очень много башенных комплексов именно в Ингушетии, в Джейрахе. И сегодня эти специалисты, я имею в виду, они из Грузии были привлечены или как? Нет, я думаю, я не знаю точно, боюсь соврать, но я думаю, что их здесь собирали. Никто с России не приехал, чтобы башенные комплексы делать. Просто, еще раз повторяю, нет необходимости разговаривать. Техстанция, она работает ровно настолько, как ты, хозяин техстанции, говоришь обслуживать людей. Ты устанавливаешь... Я просто переживаю за, знаешь, за что, Юни? У нас специалисты по восстановлению мечетей. У нас есть ислам, они полностью по технологиях на фундаменте восстановили старую мечеть, старый Бауяц. То есть они и арки даже вручную, они перетаскивали, какие бы сложности не были, они все это сделали вручную, по старым технологиям. Я просто переживаю вот этих прорабов и специалистов, о которых мы говорим. Если бы они 1-2 показали, как восстанавливать, воспитать. Без вопросов. Вот без ложной скромности, я тебе так скажу, вот, без ложной, если другое что-то. В этом отношении, мне кажется, я хороший специалист.
То есть, хотя этому ничему не учился, а просто, когда ты его 1000 раз щупаешь, этот камень, когда ты 1000 раз видишь сами строения и изучаешь как бы текстуру, как технологии строительства старой, Халмадати из Бауна Стига Шайги и Пьенш должен тебя, просто на это посмотреть. Но, естественно, на это надо пригласить и настоящих людей, которые уже это строили. Но, еще раз повторяю, технологии нужно сохранять. Почему-то у нас в Чечне сегодня считается, что бесшовная технология. Камень и без цемента, без раствора. Посмотрите сегодня башенные комплексы, которые реставрированы в Ингушетии. Они наоборот сделаны не без... Они сделаны со швами и белый раствор, белый цемент. И швы замазываются, очень сильно замазываются. Это тоже наша же тоже технология. Еще раз повторяю, мы становимся иногда рабами того, что однажды увидели, это как Ваюрчка Муду, Ахтену Ажбина, Ахтац Узорини, Астену Ажбина, Швац, Дела, Башлам, Тиштинер, Асади, Евдуцо, Бог, Дяштик, Хаза Махдуи. Я не пытаюсь даже изучить, посмотреть на стороне где-то в другом селе или еще что-то. Мы все становимся однотипными моментом. То же самое сегодня. Почему сегодня камень используется только кенхийский, то есть вот Шаройский район? Почему? Эти башенные комплексы строились из подручных материалов, какие есть в каждом ущелье. Поэтому никто не возьмет. Я был в Шикорое, и в Шикорое, прямо там, в Шикоройске, где находится Шикоройское селение, я разговаривал с краеведом местным, но жителями местными. Там же прямо на месте был этот камень, даже его привозить не нужно было. Они показывали, что где они добывали и как его приносили. То есть, да, были, когда заканчивался собственный камень, они привозили там энчулани, там, по бревнам, как веревки делать, все они объясняли это. А эти камни есть, честно сказать. Но там сделаны юни до депортации сделанный дом был там, то есть подвал. Он без раствора, это 20 век, он без раствора. Юни, геометрия, хангич, мело четко, мелхаз, валлахи тагинасун, это все четко. И причем это все сделано прямо на обрыве, понимаешь? Прямо на обрыве он сделан. Метров где-то 50 или 100 була, на каменной основе они выложили. Настолько они вот и я так мациню вообще мациню. Нет, говорит, это буквально дукринят. И я у него спрашивал, я смотрел петроглифы, проходил там все эти местности, нашел много петроглифов. Кстати, там только я увидел пятигранную башню. 5 граней, чтобы у башни были. Единственный случай. Трехэтажная пятигранная башня. И это юрта сахашана. Я у него спросил, а когда они сделали? Он говорит, именно это здание сделано до депортации чеченцами. Я спрашиваю, я увидел вот эти петроглифы, все солярные знаки. Асбах, а можно спросить, старейшин сторожил, были ли здесь специалисты? Я специально спросил. Есюли, Ягога Махкар, Ягюжи Махкар Бахкин. Бац-баца. Это все заложено чисто нашими работягами, нашими трудягами. И он говорит, я у них начал спрашивать, заселение насколько сильно было, когда сколько, Мюш Хабахкин, Му Хабахкин. Да, они очень хорошо относились к Шюле, в том числе из-за чего царь Дин Цани был нахбари, Синаквельч, Шаш Хадуил Майна, Шай Устри Бежниш, Даш Дайчане, Хабоги царь, Дакли, Чедой, Ламаз, Дойшаби, Эцумадачо, Накосто Дур Бахцар, именно Сюлю Махкарчар. А так, чтобы жили, говорит, они жили только тогда, когда во время депортации Хачубях Набариш, депортация Хабяхкин Шханац, Ажимоца, Дардайца Шкалил, но они вышли. Я поэтому спрашивал по каждому Цхаздани, Цигасюли Шиняца, Цхаздани Галвы Шиняца. И там есть петроглифы. И там есть петроглифы. Мы живем стереотипами. На сегодняшний день на Кавказе считается, ну вот один сказал, второй сказал, 10 человек сказали. В той же Осетии сегодня считается, что ингуши это строители башен по всему Кавказу. Но это, опять же, это же придуманный миф одними и теми же. Ну зачем тебе, в твоем шарое, образно говоря, зачем приглашать кого-то
когда у тебя есть свои родственники, это башенный комплекс, фамильный башенный комплекс. Эштештек. И толк стига хельч, важдек хельч. И толк уйдешь балага стига беглаш, и толк бок хельча. А царь говорит, толк ица эц. Он хурмаду, и толк кабила важдек, да и царь дяш мадери. Поэтому, естественно, специалисты были у каждого народа. Опять же, Сюли Махкар, тига зодчество, каменное зодчество, именно в Юждаге, в том же Ботлерском районе, в том же селении Анди, тига дештет, чинош маду тига, из Вайарк наш мою тига, Анди Болча, из маду тига, из Цуагорма Бариш, специалист. Перенимали друг у друга. Конечно, перенимали, естественно, смотрели функционал. Это же вот эти арочные своды, это же были именно для скота. И, естественно, при наличии отсутствии нормальной ровной земли, то, естественно, приходилось нижний этаж, чтобы скот заходил, это нижний этаж для скота, потом уже жила семья. Поэтому это люди сами шли к этому всему, не просто перенимая. Сегодня мы сегодня что делаем, например, на сегодняшний день? Юрта, участок, 50 соток, примерно, Бахас. И все равно человек строит двухэтажный, трехэтажный дом. По функциональности абсолютно не подходит. Никогда никто, кроме маленьких детей, на второй этаж не поднимается. Все сидят на кухне, телевизор, ока, шайк, чайник, нахчубок, керт, кош, диланды. На второй этаж, под землю, да, но наверх лучше не делать, босса. Но инц глав жадек диц малой моментов цундера тогда уже двухэтажный, трехэтажный хаздагяча, а фактически по функционалу не подходит. То же самое и в те времена. Каждый народ, каждой местности выбирал по функционалу под себя. А возможность Аллаха, иштену ждора, лак да цая, гунш балахацага, иш цаяру шеш, важдик деш, и баун шеш, иш мадари, цундер иш дуксеваш. Сунч охас хертинц, ах тига ширш дахитига, тига волш. Меча бара и баун. Деха видео загрузите на у нас. Если ты чуть не спустишься, да, Шикарой, Шаройский. Да. Шикарой. И именно самое интересное, что там было, Юн, что мне, это все в основе своей, все жилые башни, трехэтажные, то есть вот эти камни, выступы для лошадей, где нужно заходить, тропинка специально, куда нужно заходить, обозначение, где должен был жить человек, который охраняет это село. Именно получилось, что Шикарон, Хакмада, Итигахечана, там Шаройский район, это наша маленькая Швейцария, грубо говоря. Я понял одно. Это настолько вот просто одно единое целое. И когда я слушал старейшин, когда они говорили на этом языке, одно единое целое. Бадагдич, поскольку я блогер, я же тоже за словом, как говорится, не нужно лезть в карман. Я начал спрашивать о взаимоотношениях, о том, что заселены вот эти сказки, о том, что вот Шарой является, все время был там дагестанским и так далее. Я спрашивал у них насчет этого, Бог качает. Он говорит, никогда, ни с ботлиховцами и Ретно, Юляй, гумбетовцами, с ними у нас никогда не было проблем, бахца. Никогда. Он говорит, единственное, может быть, эти ваши равнинные дагестанцы говорят что-то, но мы всегда жили душа в душу. И у нас проблем никогда нету. Я у них спрашивал про Кенхи. Они много чего спросили. Но башни Асунбахан, я почему именно акцентировал это внимание. Во-первых, там были некоторые башни, которые были где-то приблизительно по ширине стены, Юни, где-то и без, чтобы не соврать, почти метр цокоч, 90 сантиметров. Это раз. Во-вторых, всегда, вот когда я разговаривал с представителями Минкультуры, некоторыми, так сказать, деятелями культуры и башен, мне пытались утверждать и говорить, что неправда, что была сухая кладка. Якобы была везде, была вот эта технология, которую вкладывали что-то.
Но, когда я пришел туда, приехал, точнее, туда, и начал смотреть, даже, 20 век, цемент уже давно существует, построенные дома, купить его, привезти в Шикарой, где есть дорога, грубо говоря, ничего не стоит. Даже Сагали, Яцкалита, экономная лета. Юни, ну настолько круто, просто. И самое интересное, и тут, блин, вот сейчас появились камни, вот этот желтый кирпич, ты, наверное, видел, вокруг такой щели, юка выпуклый, так как гор вьешься. Вот такие камни там, из таких камней он сделаны. То есть там подвальный амабар, арочные своды для скотины. И второй этаж они, видать, начали строить, то ли сожгли, то ли не дали ему достроить. Ну, это просто геометрия. Вот сейчас, там такое натворили эти строители, которые там, как говорится, было огромное. Просто на сунцат, какие технологии, что у них за маяки были, что они ставили. Тогда азгойча хой, чига щекозданию, чига и тулшдать, ищ раз должен по геометрии, трапеция, там неровный, но следующий камень подгонялся идеально, как в Мачу-Пикчу. 1 в 1. Есть такие здания, где камни подгонялись 1-1. Но надо понимать одну вещь. Вот лицевой камень, вот лицевой камень. И здесь обязательно идет внутренний камень, внутренней стены. Вот то, что ты говоришь, без абсолютно ничего никогда не строилось. Вот здесь заполнение всегда строилось как сечка, песок, вот, ну, горный, мелкий-мелкий. Да. Вот сечка и глина. И она смешивалась в жидком ли виде, в каком виде. Это всегда вот эти вещи заполнялись вот между двумя камнями. Вот стена, вот 2 камня. Там, а вот это пространство камнями заполнялось. И связующим материалом всегда вот этой сечкой, всегда отсевом, как отсев вот сегодняшний есть, вот таким отсевом. Все, вот даже все технологии я смотрел в Чеберлое, полностью везде используется именно вот этот отсев, местный отсев. Всегда всегда вот ковшами, там, КамАЗами вывозят его. И с глиной. Обязательно. Это для того хотя бы, чтобы не допускать сквозняков в щелей. Ну, из-за Мхилтарло, я имею в виду наружные стены. А наружно вот, идеально подгонять. Это уже красота, как мы делаем облицовочный итальянский кирпич. Вот примерно. Эта облицовочная сторона всегда идеальная. Там была мечеть, Шикаройская мечеть. Ее сожгли. Сожгли ее после возвращения, уже когда запрещали возвращаться в горные районы, когда мы вернулись с депортации. И стены были цедартига, дагин. Я спрашиваю, поппар хахбу, а у Махан при наколении, он же краснеет, это, как керамика становится. А что же произошло? После возвращения, говорят, когда уходили, сюлиша ягина бар цацеш, ну, видать, указание было этих НКВД, чтобы не возвращались, все сжечь, оставить, чтобы те переехали туда. Поппар шахдариш, внутри все они поппар шахдариш. Поппар, чтобы ты понимал, вот эшючил и растворяти, сечка, отсев и с глиной смешивали. Между камнями вот стена, общая стена, сучу ардер. Если с годами где-то усадка вот этого песочка шла, и где-то в доме, в стене, внутренняя часть тоже из камня была. Но когда уже чувствовал, что сквознячок есть, малейшее, там точка достаточно, чтобы вытягивало все тепло. Тогда уже как вспомогательное снутри, с внутренней стороны. Это уже делали, чтобы спасти тепло. Но изначально крутым считалось вот именно построить в горах там каменный и внутри каменный. То есть Леонид, знаешь, что я там еще увидел? Я увидел там одну вещь. Внутри вот такая приблизительно, ну, сантиметров 20-25, может быть, дырка. И вот так внутрь идет она к наружной стене, и вот так сжимается где-то вот до такого. Снаружи ты выходишь, смотришь. В общем, я думал, зачем? Вот зачем она сделала? И на каждом этаже почти что... Оказывается, Герздуй, и Герз, он мог и дасахта, сасахта хили. Представь, где
А башни эти, конечно же, само собой 16-го, 17-го, там, 15 веков. То есть, просто ишь таёк кубош, тут бац, раз, вставил, и нету этого. Никто не знает, что может оттуда выступить. Хитам Аллах, и размер. И размер. Кварт чухуэр больше размер ери. Да, кварта чухуа лортиги. Теперь смотри, Башлам. Кварта чубагит, уже у тебя есть возможность посмотреть угол больше, чем просто сдалека. Да. Ты засовываешь голову, ты видишь уже радиус, грубо говоря, там те же 50 градусов. Да, И да. после этого ты уже знаешь, хайток Да, я есть. понял, Киетиса. Да, там были они, как раз таки можно было голову спокойно ставить. Вот чуть-чуть засунуть, и это как бы было увидишь. мяждик, что Акивумет и Шерхан, место, куда можно было ставить эту лампаду или подсвечку. Вот специально были внутри, снаружи их нету, с внутренней стороны оставлялись места, куда именно для подсветки, ниши, да. Не для икон, конечно же, а именно для подсветки. Там очень много интересного. Я не думал, но опять же, главное, нишна, что инстаграмовый мяждик, сюрхнеш, дёхквай тига, пес, бил тига, цац, ордала, билвай. Это в общем положении, это нормально. Они рассказывали мне еще, сейчас во время, когда они вернулись с депортацией, они нашли и мяждик дари дагинчхена. Начали попорхун в халфахшина, дагез, кусок, шдайцер, уартнеши, подторшнайцер, иш коренобош, иш тучбар, даже некоторые сохранили, они говорили, иш ситуация. И он хинс хавяна, дикду очень ахадаться уж, а если перезагрузить тирер, хаюк чуавать, сах, надо отключиться. Мечтуй? Я сейчас перезагружу. Валикум ассалам. В первой части нашего эфира побывало 650 человек. Уважаемые друзья, если вы не хотите, чтобы я отключал комментарии, я прошу вас не писать здесь гадости. Любой человек, кто будет обсуждать, оскорблять любые народы, сразу будет выведен из эфира. Здесь речь идет о нашей культуре, о наших башенных комплексах, о нашей истории. Я прошу не затрагивать, не говорить о соседних народах в качестве оскорбления или плохого. Еще вы вежрибу, выше бусул вежрибу. Не говорите. Здесь эти провокации не пройдут. Нужно соблюдать братские отношения, нужно соблюдать, как говорится, хорошие дружеские отношения. Поэтому вот эти ваши разговоры ненужные. Я не хочу далее обсуждать, и тем более я просто-напросто тихо, молча буду убирать. Вот. Потому что я отключаю комментарии. Потому что вы пишете здесь
вы, не ты именно, пишете какие-то гадости. Тем более тема очень интересная. Мы говорим там о Шаройском, Чеберлоевском районе. Мы не говорим о политике, мы говорим о культуре, обо всем. Вот. Поэтому, если вот вы прямо уж так хотите задавать вопросы, и хорошие вопросы, касаемо, валикум ассалам, касаемо там нашей архитектуры и всего остального, да, я видел. Герсон, Дженчур, я обязательно это тоже опубликую, ДРС Хилуша. У меня есть материалы по этому вопросу, и мне даже некоторые скидывали наших мастеров, чеченских мастеров, которые строили башни, представителей даже какого типа, фамилии этих людей. Поэтому эта технология, как говорится, была у нас и у других соседних народов, в Грузии, и в Ингушетии, и в Чечне, Цундера. О хорошем нужно говорить. Башлам, Аргун Гудурмес, Урусмартан, Бог Шьоц, Эша, перевод, Мухью, Алла. Аргун Гудурмес, Урусмартан, но это вы должны по топонимии смотреть, это раз. Гумсей, от названия рек, Аргун от названия рек. Урус-Мартан мы смотрели, я думаю, надо посмотреть еще. Я как-то даже не задумывался об этом. Урус-Мартаном Сунаятра, более позднее название Ютюн. Вначале некоторые говорили из-за крепости то, что это было. Ну вот, как говорится, валикум салам, подтверждается это или не подтверждается. Вот, как говорится, надо проверять. А так, это больше по этноним надо смотреть. Я, честно сказать, все вместе я не смотрел, по отдельности. Уважаемые... Так, все, нормально все, да. Ищ ситуацию. Яц, древний яц. Урус-Мартан, древний юйба. Древний яц. Под словом древний что вы подразумеваете, надо еще смотреть. Аору. Лучше надо задавать какие-то интересные вопросы, касаемые, что Юни Патриот, Убады Глич. Мускиев внутри. Не знаю. Юя Цагасон Хасаны. Очень рад даже только слушать тебя, брат. Башлам аух. Аух, Ервеждиш, салам маршалду. Огромное спасибо. Баркалла всем, кто лайкает, кто пишет добрые слова, комментарии, кто помогает донатами. Всем огромное спасибо моим дорогим, любимым подписчикам, интересующие нашей историей, географией, культурой. Много интересного у нас, как говорится,
в истории нашего народа. Я так и не понял, сайт почему-то вышел из-за того, что я зачитал про Савраматов, наверное, но я там долго читать не собирался, Сарматой, просто спросили про Сармат, что означает петроглифы. Это пришло да, это языческие. Башлам, если у тебя есть свои этих если у тебя... Башлам, если у тебя есть свои в этих кругах, прошу достучаться до них, чтобы больше не делали такую реставрацию. Господа хорошие мои, но я простой человек, я такой же, как вы, блогеры. Поэтому, да, Алсейду Элшу, конечно, но я же не министр, я просто, когда приглашают, как блогер, еду, проверяю, смотрю. Башлам, ты знаешь про монгольское племя Нохой? Один норниец писал, что этимология слова «ногчи» идет от... Да, это, короче, я сказки уже давно не верю, Расул, и тебе не рекомендую верить в них, в эти сказки. Нохой, уже говорили, да, что обозначает Нохой, что там обозначает волчья, там стая, голова, там собачья стая. Эти все сказки уже все давно закончилось. На месте Урус-Мартана древний, так, Башлам, ответь, пожалуйста, в Шатойском районе есть село Борзой. На карте тоже так же написано. Но вот дело, недавно встречался с жителями этого села. И что? Что ты хочешь узнать про Борзой? Что она древняя? Нет, не древняя, это название Борзой, насколько я знаю. Это не так уж и древнее название. Дальше я знаю эту ситуацию, но влазить в разборки межтайповые я не хочу. Но скажу так, древнего такого названия я не видел там, если вы меня спрашиваете. Есть Цогуной, Памятой, Сеттой, Гаттой, вот. Потом появление крепости там есть. Поэтому я знаю, о какой ситуации, но это вот всегда влазить в межтайповые взаимоотношения, это самое неблагородное дело. Поэтому, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Я не любитель этих вещей. Поэтому надо понимать, что межтайповые разговоры это не мое. Но общее название, этнонимы еще можно более или менее посмотреть. А так, нет. Какие-то национальные интересы, география, там, я не знаю, культура, башни. Такие, да. С лингвистикой немножко сложнее. По лингвистике у нас отдельные люди, специалисты, которые занимаются. Вот, но понемногу смотрим. Борзой и Борзой Берзей там живут. Тумсой, Мержуай. Тумсой приняли своих. Ищи, Беш, Мержуай. Там они еще по сей день. Бачиюрти. Мечеть 17 века. Ну, мечети разных 17 веков, 18 веков. В горной части очень много. Так что ничего не удивляйтесь. У нас их и ранние периоды, кажется, не кажется, а точно есть. Это все нормально. Башлам, бацбийцы считаются, я не знаю, бацбийцы себя считают сегодня уже грузинами в основном. Вот здесь Софика, ты же с Грузии, скажи мне, кем себя уже чувствуют бацбийцы? Я знаю, Башлам, Мупа, Шатой, Бубац. Башлам, откуда у вас село Хой, Сванская башня? Она, насколько я понимаю, именно по технологии она похожа на Сванские башни. Тут вне всякого сомнения. Но она существовала там. Это не современная, она и в древности тоже была. Я так понимаю, что взаимоотношения между грузинами и нахчийцами было очень хорошее. И ничего такого плохого нет. Видать, по технологиям или грузинские специалисты строили Чабалхан Мадейца, Дейлда Мадейца, Хумш, строили вот эти башенные комплексы, как нравится, какую выбирает, какая она будет более надежная, ни больше, ни меньше. Гюрджи, у нас, я еще раз повторю, гюрджи специалисты у нас проживали намного дальше даже по территории, чем ты представляешь, Софика.
Многие транспортные, вот так сказать, сегодня транспортные магистрали, пути проходили через горные районы, доходили до Грузии. Есть некоторые моменты у нас в истории, когда ходили грузинские князья, Московскую Русь, они как раз таки говорили о взаимоотношениях, о городе Чечань. Есть эти документы, я, кажется, их публиковал, но я еще раз опубликую. Еще плюс, я еще хочу сказать, Софика, чтобы ты знала, сванские слова и сванские разговоры, просто чтобы было понятно, очень много по значению, по звучанию одинаковых слов с чеченским языком. С чем это основано, как это основано, я не знаю. Но, видать, сваны, некоторые говорят, даже некоторые тейпы наши, созвучные со сванами, считаются одинаковыми. Насколько это достоверно, насколько это говорит только о нашей общности, но уж точно не о том, что кто-то у кого-то украл или тому подобное. Именно в этой горной части нашей границы Чечни не стоит забывать, что с пшавами, тушинами, хивсурами, вот бацбийцами, вот в основном, когда ты посмотришь ДНК-тесты, и ДНК-тесты тоже совпадают. Насколько они совпадают со сванами, я, честно сказать, не знаю, но нужно проверить. Вот, бацбийцы. Вот так вот. Очень много. Софику, я попросил одного знакомого грузина, парня, проверить. Он сперва не поверил, а потом, когда начал проверять, он нашел совпадение почти что 200 слов, из тех, которые он успел за месяц посмотреть, 200 слов с одним и тем же значением у сванов и у нохчи. С чем это связано, я не знаю. Насколько это, вот, как говорится, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Да, вот я не знаю. И самое интересное, знаешь что, Софика? По башням одинаковые. Даже те тюбетейки, которые они делают, вот головной убор, вроде бы смешно, кажется. Вот они у многих сванов есть, ты заметила, нет, не знаю. Они очень сильно, они делают из войлока его, а наши делают из материала. Они даже очень похожие. С чем это связано? Надо изучать, надо смотреть. Это говорит, наоборот, таки о хороших взаимоотношениях. Вот. Над этим нужно работать. Ну, как говорится, не доходит у меня возможности везде поработать, посмотреть. Так, сваны, конечно, очень интересны нам тем, что я не знаю, нашли, не нашли, это надо проверить. Комментарий не отключай, не буду отключать, если вы не будете оскорблять или задевать кого-либо. Башлам, что ты знаешь о цанарах «Гроза Кавказа»? Имеют ли они отношение к тейпу Хачрвай? Уважаемые мои братья, Расул, Альдиев и все остальные, друзья мои, все горные тейпы, Дишни, Хачрвай, Тирвай, Мелхи, имеют взаимоотношения, имеют хорошую историю со времен Фарнаваза, со времен, я не знаю, царицы Тамары. Взаимоотношения с Грузией были великолепными. Чтобы вы понимали, надо понимать это и не думать. Это уже после влияния царской России, когда были какие-то войны, Гвиши Ани, Берии и Сталин, все это появилось после, понимаете? А что было в раннем периоде, многие не знают. Древнюю историю нужно еще изучать. Благодаря этой истории мы сегодня узнаем многие вещи. Ва алейкум ассалам. Берсаджи. Ну, во-первых, давай не будем упоминать здесь имя этого человека. Мне не интересно, что он говорил. У меня, как говорится, серьезный исторический паблик.
Я хочу говорить о своей истории. Мне не нужны там кто-то что там говорит. Вот. А остальное, я когда поеду, иншаллах, я поговорю с Хасу Хангашвили, поговорю вот именно со старейшими Панкийского ущелья, взаимоотношения со сванами, пшавами, хивсурами. Может, они расскажут много полевого материала, я это зафиксирую, расскажу, проверю. Вам расскажу по мере своей возможности. Конечно, если у меня, как говорится, я к этому времени постараюсь. Я хотел в этом году, но карантин, все остальное, ДРС, потом, да и финансово я не сильно могу себе позволить многие вещи, поэтому нужно понимать, что меня нету никого, кто меня встречает в Дубае на джипах или оплачивает путевки. Таких спонсоров у меня нету. Я все своими руками. И все, что у меня есть, это то, что мне помогает там понемножку, кто как может. Поэтому надо это понимать. Ой, а так я бы много чего сделал. И железо взял, и интерактивную доску, и большие карты бы, все бы заказывал, все бы делал. Но это, как говорится... Ассаламу алейкум, Башлам. А что там Симонян хипиш устроила? Симонян обвинила, назвала тех, кто подрался перед пацаном, назвала кавказцами, там, оскорбила их, но оказалось, что это вовсе не кавказцы, они с Оренбурга, эти граждане России тоже, не знаю. Про кемерийцев я тоже могу прочитать, есть материал, абсолютно не проблема. Про сарматов я прочитал вам только что. Савраматы, сарматы. Опять же, место их нахождения, он говорил, предгорье, опять же, не горная часть. И савраматы не имеют отношения к шаройцам. Ну, в каком плане можно говорить это? Вот. Надо это понимать, нужно это знать. Вот. Мы, конечно, можем много чего рассказывать, но рассказывать, что у нас там есть когти дракона, я не знаю, яйца динозавра, но это будет только куром насмех, и надо серьезнее относиться к своей истории. Поэтому я считаю, что многие вопросы нужно доводить, как говорится, до логического конца, проверять полностью информацию, и только тогда говорить о чем-либо однозначно. Я очень многим вопросам отношусь очень скептически, поэтому и по междуречью Терека и Сулака, и Ауху, и остальным местам. Я же всегда говорил, что юни чумовятня, юнин запрос мою юни схамаятня, а с принять вирушун юни ца проблемяц. Я зачитываю и публикую материалы, которые есть в доступе, которые мне интересны и важны. Не знаю, честно сказать, Борзик. Мне рассказывали и про битые там гвозди и все остальное. Ну, я там был, Борзик. В отличие от тебя, я там был. И ты должен понимать, что быть там это одно. Галанч ожлати, Башлам. Как относится. Галанч ож ночью, аух там хрена ночью. Юни, пропал босса. Башлам. Дейл, да, Бахмаду. Дейла мачайнику своему хокумштя. Дейл, да. Хинза перезагружу, эла, оседая, хида худа дирса, что я не знаю, я реально говорю, я как тот больной, который ему говорят, вот возьми, пойди в аптеку, купи таблетку, и ты вылечишься. Он не идет принципиально. Вот то же самое я в этих делах, гаджетах. Я полный чайник, и у меня такое ощущение, что я даже не хочу учиться. Как зайти в эфир, я забыл. Последний раз мы с тобой год назад разговаривали. Да. Как-то тогда я нашел. А сейчас я уже просто позвонил человеку, говорю, объясни мне, как заходить надо. Он говорит, наверху вот эти точечки есть. И вот как-то вот так вот. У меня просто это через каждый час нужно перезагружать и короче, полностью. Но
Ну, как говорится, у блогеров свои проблемы. Ничего ты не потерял, и это всему научиться вообще ничего не стоит. Не. Поэтому, Moskva beerse halge duinde trejo hal i telefoon sjölel tjena i computer sjölel tjena i amo целу уша чуе чига beers doet zijn шадек zo'n hier veel informatie zijn жайк алвор zo'n интернет чур балгвах чи офис я шабл белго буса любую информацию где распечатать я поэтому принципиально не умел даже куда что нажимать даже. И по сегодняшний день остался таким же, благодаря только Фейсбуку, нет комментарий, печатать на телефоне научился и на клавиатуре. Насчет Фейсбука, вчера меня я опубликовал Асапчабочан, политику Фейсбука я тоже сейчас в последнее время не понимаю. Я опубликовал вот этот юмористический ролик, в котором Ленин обещал крестьянам землю и обманул их. Но и крестьяне были умными, Ленину тоже они не закопали за земле. Да. Этот ролик я загрузил. Этот ролик, это юмористический ролик. Это все. Facebook заблокировал, представь. Ненависть к Ленину, а заблокировать его просто. Худухаун, вот это по мне, это знаешь, как примерно, сегодня же ты на телефоне же видишь, МЧС, чуть где дунуло ветром, уже тут же МЧС пишет, что вот там опасность обвалов, там опасность ливней, туда-сюда. И прогнозы, как правило, МЧСовские не сбываются. Но это перестраховка. То же самое сегодня политика Фейсбука на сегодняшний день в мире и в частности в России, она обусловлена тем, они очень сильно поддаются. Потому что рынок огромный, для них финансовая составляющая очень большое значение имеет, и они уже не дожидаясь, пока их вызовут в Госдуму, пока им ультиматумы не поставят, то есть они берут и вот это все занимаются вот этим. Я даже скажу тебе так... Пытаются обезопасить себя заранее, Бая? Абсолютно. На всякий случай обезопасить себя, любое упоминание, чтобы, потому что сегодня со стороны России сегодня за каждую ерунду пишется претензия. По мне, например, маленький вот этот, как серьезный повод для абсолютно парламентского расследования вот эти пытки, изнасилования в тюрьмах, которые в российских тюрьмах происходят. По большому счету мы должны быть сегодня свидетелями и наблюдать, как Госдума, президент на это лично реагирует, лично говорит, должны лететь погоны в лохмотья за то, что издеваются так над людьми. Но ты видишь, даже сегодня свидетель Санох Чевуктига, который рассказывает в Красноярском там, или где он там сидел, он рассказывает все подробности, как он вызывал правозащитников туда, общественников вызывал, и за каждого еще вызов он еще доплачивал, его люди доплачивали по 5000. Это известная практика, но, естественно, она задела многих. Правозащитников задела, потому что репутация оказалась подмоченной, власть задела, потому что в российских тюрьмах все идеально, все законопослушно, никто не издевается ни над кем, никаких пыток нету. И все, сейчас вот я читаю, что Роспотребнадзор запретил сейчас, высказал Ютубу не пожелание, а требование удалить это видео с YouTube-канала полностью, чтобы этого не было свидетельских показаний того же чеченца. Но таких свидетельств тысячи. Таких свидетельств тысячи. И нас сейчас ожидает. И сегодня мы все будем являться, косвенно будем являться жертвами непонятной вот этой позиции того же Фейсбука. Они не знают, где эта грань четкая. Никто эту грань не говорит. Поэтому дуплахи. Так что поэтому будем уживаться как-то стараться. Пока еще Facebook будет закручивать гайки или вообще интернет просто... Однозначно. Потому что стоять будет вопрос ультиматума. То есть его могут просто закрыть, могут и наложить серьезные вето, штрафные санкции. Они сейчас заплатили 23, что ли, миллиона рублей. Сейчас заплатили штраф. Было бы неплохо, если бы они подвергли таким же санкциям, допустим, тех людей, которые буквально сегодня последняя новость, то, что высказала Симонян по поводу избиения вот этих хазионы, высказывания Рамзана Кадырова. Вот. И было бы неплохо, если я бы не они... то, что слышал, я сегодня даже позволил себе написать комментарий, за который, может быть, меня сейчас и заблокируют. Но я написал примерно такое, что это то самое, что показывает четко политику России. Это первое. Второе. Представитель
народа Востока, Ближнего Востока, представитель народа Ближнего Востока пытается кавказцев убедить, что она менее Разве Ближнего черноокая. Армения, кажется. Армения. Да, ну Армения. Ну, Да. давай называть. И она как бы, получается, что, ну я так сказал, я не знаю, как это тут в эфире даже, я сказал, она пытается доказать, что она менее черноокая, чем кавказские народы черноокие. Ну, дальше там букву ставить Ну надо. да, нужно. я понял, о чем ты говоришь. Да, конечно, и самое интересное, что не попросила прощения, говорят, все, кто написал ей такой комментарий, она заблокировала. И, конечно же... Она будет это делать. Дело в том, что, Башлам, давай вот вещи называть своими именами. Есть же фраза, ты можешь там в Москву переехать хоть куда, но деревня из тебя может навсегда в тебе остаться. Поэтому мы ее историю знаем. Мы все ее историю в России, ее историю знают. Ее историю восхождения знают. Естественно, понимают ее абсолютнейшую беспринципность. Абсолютнейшая беспринципность в ее поведении, в ее логике поведения. И все. Этим она зарабатывает. Она выживает этим. Ну, выживает ради Она Бога. же директор международного целого канала, федерального. Это же... Сегодня это модно, Башлам. Посмотри сегодня на представителя МИД России. Разговаривать языком, как будто, ну, некультурным языком, я считаю, вот начиная с президентом, как она начала подстегивать президента Сербии, когда, или там Черногории, когда она на него там начала наезжать, на других. Вот послушай ее просто эфиры, я просто как... Честно сказать, ни ее мужа я смотреть давно уже перестал после этих ближневосточных... Нет, я про Захарову. Про Захарова? Да, про Захарову. Про Захарову я давно не смотрю ее выступления. Я, опять же, я видел ее выступления по Штатам и по Турции видел, поэтому, честно сказать, я не осуждаю, конечно, от политики пытаюсь как-то дистанцироваться, дабы ничего хорошего в данное время просто это не приносит никому, ни нам. Просто я считаю, что ладно, флаг с ним, с этим МИДом-то, я не об этом говорю, это там отдельное государство в государстве. Просто обидно то, что СКФО, это Северокавказский федеральный округ, где почти что от 5 там, до 10 миллионов человек проживает, взять одним росчерком пера, взять, назвать там кавказцами. До него также выступил еще лет 5 тому назад этот ведущий федерального канала Соловьев, тоже сказал о кавказцах нелепо. То есть пустили с гор там. И так, я помню, я лично сам наблюдал за этой передачей. И не только там, я понимаю, что есть культурная деградация некоторых представителей кавказского народа, но он есть среди каждого народа. И сегодня просто так взять и назвать, а потом оставить это, то есть я понимаю, что это подстегивает некоторые националистические, шовинистические высказывания в центральной России. Ну, о каком мы говорим потом завтра, послезавтра, когда у нас возникает на окраинах какие-то разговоры, молодежь ведет себя неадекватно. Они же подстегивают их тоже, потому что выигрывать чемпионат мира, мы становимся, там выиграл золото гражданин России. В метро какой-то набухался, ну, психически ненормальный, может, ну, что-то ударил. Я их не оправдываю. Он становится представителем кавказского народа. Башла. Вот видишь, ты говоришь, я политикой стараюсь не заниматься, но все, что ты сейчас сказал, это слово в политика. слово, это и есть сплошная политика. Помнишь ситуацию очень много лет назад, когда скинхеда Свиридова или какого-то там Свиридова, он напал на дагестанца или кого-то, на какого-то парня. Кабардинца, да, черкесов. На него напал, и он тот с травматом снизу выстрелил, который его уже убивал, его полностью квасил ему морду. После этого президент России пошел с букетом цветов, пошел на кладбище этому Свиридову. Это националист был, это скинхед был. Всем это было известно. Это было образно там 10 лет назад, пускай будет, 7 лет назад. Это когда было. Уже это говорит о том. Сейчас, который парень русский, золотой парень, заступился за девушку и с 3 этими негодяями, неважно, кто они по национальности. Да,
их позор и тебе, и мне, как и их слава была бы точно так же и тебе, и мне. Поэтому мы вынуждены делить это все. Но почему сегодня этого парня награждают? Целый председатель, там, не знаю, МВД, там, министр МВД, там еще выступают, все первые лица выступают, его награждают, ему дают кучу денег, и все. Тут же параллельно на днях два таких же парня чеченца заступились за русских девушек и быдло русских, русское же быдло пьяное, они начали их обнимать, лица трогать этих девушек. И эти двое чеченцев, пацанята там 17-18 лет, ты видел это же видео? Вот они заступились, но все, об этом никто ничего не скажет. Поэтому это есть политика. Это есть политика. Оно так вынуждено, мы должны в этом жить. Почему-то сегодня принцип коллективной ответственности, который существует, который хотят нам навязать, он абсолютно не применим с другой стороны. То есть за преступника русского того же или православного никто не берет на себя ответственность и не должен брать ответственность. Это конкретный гражданин, который нарушил закон, который понести должен наказание и все такое. Никто за него прибегать там в мечети, простите, братья мусульмане, или же, простите, там нация такая-то, нацмены там или еще что-то, никто не будет обращаться и не должен. Но почему-то от нас требуют этой коллективной ответственности. И сегодня наивные, самые наивные, и я считаю, что глупые из нас, сегодня берут на себя эту ответственность. Я не знаю почему. Почему я должен брать ответственность за действия какого-то негодяя? Ну да, я тоже не собираюсь брать. Эта тема должна быть закрыта. Я как-то был на передаче, и меня спросили, осетины прямо спросили, так ведущая меня спросила: Юня, а вот бесланская трагедия, и вот как тебе, как чеченцу, вот как твое ощущение ответственности, ты чувствуешь за это? Я сказал нет. Абсолютно нет. Абсолютно, Башлам, я никакой ответственности за это не несу. Как и за меня не должны нести ответственность. Сегодня я сделаю что-то плохое, не должны к тебе приезжать или от тебя требовать низкопоклонства, извинений, возмещения ущербов. Мы, если живем в правовом государстве, пожалуйста, вот в этом отношении я к политике никакого отношения иметь не хочу. Преступник пусть будет преступником, а нормальный гражданин будет гражданином нормальным. Больше того, это же, мы же понимаем, это психологический рычаг давления на остальную массу наций. Чтобы ты сегодня нес ответственность за какого-то негодяя, и завтра ты не посмел рот открыть, потому что вот это чувство вины, чтобы в тебе оно постоянно присутствовало. Тоже это есть. Это психологически еще очень такой продуманный шаг. Но самое страшное, что сегодня в многонациональной, многоконфессиональной стране, сегодня мы вообще на эти темы не должны заморачиваться. Если мы сегодня являемся гражданами России, а мы это признаем, мы сегодня чтим Конституцию, чтим Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, то есть мы все для них одинаковые. Для государства мы все и должны быть одинаковыми. И все, что вот это вне, это уже игры, которые плохо могут кончиться для страны. Я 1000-й раз повторю, что эта страна не развалится по экономическим проблемам. Как бы ее ни пытались задушить там Запад или еще кто-то там, но она вполне может развалиться по национальному, из-за межнационального отношения. Ну, об этом очень много писал Збигнев Бзежинский. Он четко расписывает методику, как нужно. Кстати, по его методике то, что происходит в Украине, как это нужно делать. То есть он все это рассказывает, причем до того, как произошел конфликт на Украине вот, с Донецком, с Донбассом, со всем этим. То есть многие, так скажем, умные люди давно работают над этим, как нужно, каким способом. Экономически один раз они воспользовались уничтожением СССР, я имею в виду. Понижение. Мы знаем, что одним из главных факторов уничтожения СССР было не только то, что там были определенные лица, посаженные внутри, которые готовы были разворовать государство. Нет, там в первую очередь считается, что они договорились с арабскими магнатами и резкое понижение. Сперва сделали зависимым, но, к сожалению, на книгах это так. В жизни является ли это причиной? Нет. Конечно, нет. Нет. Больше того, я тебе просто один факт, чтобы ты понимал. Есть такое понятие золото партии.
Мгм. Деньги Да, партии, ясно. КПСС. Да. То есть по сегодняшний день эти миллиарды долларов, они сегодня на Западе и сегодня в качестве офшорных денег они заводятся. Просто тогда власть назначила олигархов, которым эти деньги образно были переданы в управление. А этих денег хватило бы. Сегодня от того, что у тебя есть 1 миллион в кармане, ты живешь. Завтра от того, что у тебя будет 1000 рублей в кармане, ты все равно выживешь. Миллион, да, Цумашинга. Нет, я образно, я говорю сейчас за людей. 1000 рублей. Даже 100 тысяч, да, Цумашинга. Пока Хердон, да, Башлам, Хердон. Вопрос не в количестве этих денег, вопрос, насколько в миру с самим собой жить с этим отношением правильным к деньгам. Хинсунха, хокшершка, ногти чувенчхен, халха, социга волчхен. Инса совенчхена, сунха, инса, ахчи, бохчи, сун абсолютно соготвать в плане того, что не потому, что они есть, а потому что совершенно по-другому я стал относиться к этим деньгам. Да, сун дукумш доллар, дукумш сагнаш доллар, пинек доллар. Кинс примерно хун, года волвилерсо, кинс примерно аспи, аютчел и железо, мелезо. Цара проблем йотча, хосанчун, года. Только мы с тобой начали насчет этого работать, как бы начали над этим трудиться, злой рок преследовать аж. И раз, ну, кстати, Башлам, там еще лежит это объектив. Увеличитель. Объектив такой длинный. Объектив еще и подставка под это, под камеру. То есть это тоже есть. Ну, что Багдагальча, Вайбер штат Джамлай, Мильву Алла, который Лямничка, фамилия, поверьте, на Максим Багаев, Маватер. Ну, не гутеши. Мичау, куда асхулило шует? Ну, тягаться общественником. И где-то Тимур Алиев Волчау, вы... Не знаю. Возер, Максим возьму. Да, Гичем Возер. А с Богом Царинц и книжки Ацер в тени. Язера, когда? Поэтому не связывайся с Башламом, Юди, Башта. То есть, сама дождь, вот завакла, Юли, да, а ты сделай. Не. Собрдина, я сейчас хочу найти эту книжку. В тени вечности. Тени вечности. Да, вот сейчас же новое... Сейчас новое издание же сделано, выпущено. Лечи Ильясов, видите? Видите. Чоди книжки. А Гинцар переиздали его, дополнили его. И я хотел вообще-то сам этим тогда еще заниматься, принять участие, потому что в этой книге 250 петроглифов по всей Чечне. В книге. А только мы вместе Хасан Исаевым, Вацвой, археолог. Да, Султан Исаев. Султан Исаев и Саид Дадаев. Только они, я им помогал, чисто нас обеспечивал. Убрали это чеченцы в Моздоке, Язин Башлам, Юни не убрали. Я ничего не говорил, мы с Юни говорили о других вообще вещах. Мы говорили о том, что Юни сам принял решение, я не про это. Просто мы не об этом говорили. Юни говорил о том, что если бы все нормально бы дальше продолжалось, как бы... Это отношение к деньгам, я говорил. Отношение к деньгам. То есть, когда есть возможность, можно эти деньги раздавать по нужным точкам. И одна из важных точек на сегодняшний день, и если нас еще кто-то слушает, то я хотел бы именно, чтобы они поняли, что такому парню, как ты, таким ребятам, как ты, сегодня малейшая возможность, если помогать, есть возможность, Дела Эрин Мадаци. На сегодняшний день, как на амбразуре ты стоишь на сегодняшний день, шаг вправо, шаг влево. Нельзя допустить, это в комментариях можно писать, что хочешь, можно под разными никами говорить, там, что кажется человеку. Сегодня ты человек из-за своей публичности, ты, я, другой. Мы не должны тебе позволять и не позволяем себе ничего такого, чтобы завтра можно было сказать «Хока хохарцу, уэхарцу дис ардуэль мадати».
А сегодня, если у тебя есть для этого возможностей больше, и сегодня продвигать нашу культуру, нашу историю, сегодня ты за меня сегодня выполняешь огромную львиную долю, которую я один должен был. По мне, ну, любой, ты один. Но когда есть помощники, тот это изучает, тот этот изучает, тот ученый дал материал, тот еще что-то сделал, тот дополнительно занимается. Это мы делаем все общее дело. И любой человек, который занимается, он по-настоящему на воздух, единомышленник, товарищ, и ему только слова благодарности. Как тебе и таким же ребятам, которые с нами рядом есть, которые сегодня не уставают, которые сегодня понимают всю ответственность. И сегодняшняя ситуация, мы хорошо будем сегодня слушать, что сегодня нас попросила власть. Хороший посыл, Бартахала, Шадик Дикду. Но я еще раз повторяю, где этот предел, какая критерий будет, кто заткнулся, кто не заткнулся. Это первое. Второе. Даже вот я сейчас, пока выключался, я посмотрел, Муса как выступал. Он же потом обратился к лорду и попросил его повлиять на блогеров. Так же? Это было в начале, наоборот, они немножко запоздали с видео. Он сперва обратился, а после уже Мухаммад ответил ему и сказал, что мы оба приняли решение, я своим поговорил. Вот я к чему? Нет, я к чему? Что мешало тому же Мусе сделать такое же обращение не только к властям Чеченской Республики, а еще и к властям Ингушетии? Ну, точно так же. Какие у них взаимоотношения, я не знаю, честно сказать. Дело не в этом, неважно. Мне сегодня все равно, какие взаимоотношения. Но тогда либо вы обращаетесь, для вас правительство Чеченской Республики является точкой последней инстанции, но тогда вы признаете тогда, что вы в подчинении, тогда точно так же обратитесь через свои средства массовой информации к властям, чтобы на эту тему сказали все, стоп, чтобы максимально людей об этом узнали. Нам же сегодня достаточно, к нам власть обратилась, и сегодня сказали, все, давайте, без вопросов. Никогда не было, никто из нас не делал шаг вперед. Мы всегда отвечали. А Мусу, послушай, он в обращении своем говорит, что чеченские блогеры говорят гадости, а ингушские блогеры всего лишь отвечают. Хатфу мои. Мы сегодня примерно, знаешь, в какой ситуации? Когда два человека подрались, и они четко дерутся ругаются и дерутся только лишь конкретный повод есть. Один говорит, ты вор, а другой говорит, нет, я не вор, это ты вор. И мы не даем разобраться, вот нам шум не нужен, нам драка не нужна, конфликт не нужен. Мы подбегаем все, ты, я, все подбегаем, разнимаем этих людей, и каждого просим, и по сути мы не дали выяснить главный вопрос. Кто зачинщик, кто нечестен, кто непорядочен. Поэтому сегодня хорошо так. Пускай будет так. И то, что ты сейчас сказал, я еще не смотрел Мухаммада. Ну, то, что Москва решает по земле, Москва решает по земле. Однозначно. Она решила, она приняла... Не Москва, ты неправильно понял. Кто? Он сказал, что это есть компетентные люди, то есть власти, правительство, руководство решает. То есть компетентные люди имеется в виду. Не любой человек с закрытыми никами, который ссорит народ. Хорошо. Тогда в первую очередь, пускай тогда в парламенте Ингушетии сегодня нового созыва, пускай сегодня у них есть элементарно у власти, у людей компетентных, как ты говоришь, представителей власти, у них есть прямая обязанность и возможность выявить тех депутатов, которые выступают за эти экстремистские высказывания. Честно сказать, Юня, я сейчас считаю немножко это, как говорится, по этому вопросу, закон, насколько я знаю, не имеет обратной силы. Там законы приняты, там вопросы приняты. Ни их руководство, ни правительство это не обсуждает. И у нас тоже не обсуждает. Этот вопрос уже решен. Просто-напросто вот этот момент, он был сделан не столько в вопросе решения какого-то политического. Нет, здесь просто решено было, к чему приводится. Вот эти проблемы же в чем была? Не в том, что нормальные люди сидят и обсуждают нормально взаимоотношения между собой.
бюрхиц, эни, нахкар, бящи, все вот это, доставать, и смотрите. Я, честно сказать, просто кайфую от того, что мне сейчас, сегодня, не нужно опять каждый раз отвечать и объяснять людям одно и то же. Те, кто хотят посмотреть, все, кто хотят узнать по исторической вопросам, могут посмотреть, и вопрос здесь и так ясен. Мы никогда не были представителями нападающих. За всю историю Нохчи народа никогда в жизни мы ни на кого не нападали. Никогда. Чеченский народ не имеет такого свойства. И из-за его акабах, вот как я говорю, сейчас мне важно обсудить с Юни Маслабахас. Важно обсудить нам с тобой архитектуру, возрождение там горных, очень башенные комплексы, все что угодно, все, что может привлечь к нам максимальное количество туристов, все, что может как-то сделать что-либо хорошее для нашего народа. Вот Сирноводский район и дальше меня не волнует. Ой, меня сурч дехтинца, видео шехтинца, киде вайн хуштуиз. Валлахи, вот акамаба, с нормальной вежришсани, нормальное отношение. Масерца, сюли вала, галга вала, геберт вала, у меня нету. Сегодня адыги, масла, каждый день сотнями братьев адыгов, именно адыги я называю, это черкесы все вместе, пишут мне материалы, публикации. То есть у нас же ведь были взаимоотношения, когда воевали друг с другом. Еще какие? Так, из июля до того хорошие взаимоотношения, дик, лучше история, амин, нету никаких упреков, нету никаких саундас. Такие же отношения я хотел бы со всеми, чтобы люди понимали. И сегодня вот я как раз Мачуали Хагир тему опубликовал Междуречие, там говорится это документы о том, что в Эндере или Междуречье Терека и Сулака проживали вместе чеченцы, кумыки и все остальное. Это рассказ 1855 года, 5 или 4 года, описывает его сам кумык. Я его опубликовал. Недопонимание начали говорить, вот, они не до это сделали, это написал Семенов. Семенов не прав, потому что там было не 4 квартала, а было 24 квартала. Я опубликовал лишь материал, который есть у меня и мне интересен, касаемо моей истории, грубо говоря. У кумыка, возможно, есть 10 таких других. Я же не мешаю им и не хожу, не смотрю их паблики. Печатайте, смотрите. Это ваша история, вы имеете право. Мое мнение, что если бы я, Юни и все остальные, кто бы что ни делал, если мы будем приносить что-то полезное для нашего народа с точки зрения истории, культуры. Мне вот сейчас было очень приятно, Асбаха, я не удалил эти видео, которые ты рассказывал о Мачу-Пикчу, о террасной посевах Чеберлоевского района. Вот в первой части мы начали говорить об архитектурных сооружениях, как специалистов пригласить, как можно было, допустим, вот это для меня это золото и бриллиант. А еще очень люш большой царь дюч деши, шейн квардой шейн иркинаш, я честно сказать, там уже, Юни, просто-напросто приведем мы 1000 аргументаций. Ты помнишь вот эту ложь сказки, которую вообще, что мы с тобой камни тырили, или что, это же было смешно. Мы с тобой смеялись, просто ха-ха было. Зачем нам это? Кир Халха в Фейсбуке где-то под одной публикацией. Я царь, сейчас вообще. Мы его ищем по всей Ингушетии, мы его искали там, мы его там, мы не можем его найти. Он там боится сюда приехать, туда-сюда. Ой, я сейчас, думаю, на придурков реагировать вроде бы не надо. Глупо. Но уже думаю, да, получается правда, что если я здесь на Кавказе, если я не в России где-то, то я, грубо говоря, постоянно ездил через Ингушетию. И туда, и в Ингушетию, и во Владикавказ. Не новой дорогой пользуюсь, а по старой, через Зачелуки все время мотаюсь. Один ешь. Я написал, хан шидяча, Малгобекский, Крувя. Сухан шидяча. Хадвушун, хадвилиш, шадеш хадвилиш. Шей тапшнеш хая. Шейла тапнеш яттаришун, сун яттеш. Шейла иганш хадайшая, пластиковый, и эшкейсен долниш. Иганш хада. Пожалуйста. Первый вопрос, вот эти вот сказки, сплетни, которые они сами живут внутри себя. Юни Багдагала. Там один подошел, достойно, подошел нормально, хотя бы разговаривать. Подошел,
И то, значит, ты своими деньгами там оплачивал. То, Бог, ну, мне даже глупо тебе отвечать. Все понял. Другой вопрос. Все понял. Другой вопрос. Все понял. Ну, дальше тебе что-то объяснять или доказывать. Не-не-не, мне просто хотелось от тебя лично это услышать. Ну, отлично, если ты посмотрел бы видеоматериалы, эти все доказательства, мои объяснения. Я же уже это 1000 раз говорил. Для этого мне что надо было... Что ты поговорил, что объяснил. Да, дик маслахату, если Не, поговорил. Больше того, я прервал эту череду их мнимых вот самомнений, что они бегают по Ингушетии и меня ищут. То есть я им сказал, что вот номер машины такой-то, вот в 2 часа я там буду, и клянусь Аллахом, буду один. Клянусь Аллахом, буду один, приезжайте. Но они, видно, это единственная порядочность, что их много было там, наверное, но подошел ко мне один. И с вопросом первым, почему ты охудешь в Алгы Макка? Салат ты охудешь. Вот, то есть, опять же, но во всяком случае поговорил. Я-то готов был к любому развитию событий. Но поговорили. Да, чтобы кто-то понял, но представление об истине настолько диаметрально разное, настолько принципиально разное, что просто ты за голову готов схватиться, потому что до ужасов представления совершенно разные. И человек даже, который с тобой вроде бы разговаривает нормальным языком, он говорит такие вещи, которые тебе в голову не впадают. И ты понимаешь, откуда у него в голове столько мусора. Вот. Ну да, будем говорить об истории, об этнографии, о всем остальном. Но опять же, и на этой почве очень много, опять же, подводных камней, которые мы будем, опять же, сталкиваться, объясняя и доказывая свою точку зрения. Мы можем говорить ее про себя, но когда ты слышишь со стороны ложь, естественно, ты начинаешь на это реагировать. И невозможно не реагировать. И если этот мораторий продлится определенное количество, там месяц, 2, 3, если он продлится, и это получит серьезный тормоз, если получится, что его затормозить, да. После этого все эти вопросы на полном серьезе нужно будет обсуждать, Башлам. Все ученые, Академия наук в нормальном порядке, в нормальном общении, чтобы было нормально, точно так же выезжать делегацией в Академию наук там, или филиал Академии наук в Назрань, выезжать, приглашать в нашу Академию наук, то есть встречаться писателям, историкам, блогерам, абсолютно зная на 100%, что ты не найдешь общего языка даже. Но надо встречаться, надо говорить. Когда ты говоришь истину хоть несколько раз, человеку стыдно повторять на 100-й раз ложь. Поэтому это надо будет работу все равно продолжать, но уже в нормальном ключе, без мата, без оскорблений, без сплетен. Я первый в жизни за эти 2 года столько наслушался, что у меня уже теперь иммунитет на все эти сплетни, на все эти проклятия. Я на все эти гадости. Сказать тоже, альхамдулилля, сейчас уже как бы формат работы и больше направлен на изучение, только чисто заниматься нашим. Материалов, конечно, очень много. Много интересного, которое мы до сих пор и в плане... Вот я буквально позапрошлый эфир разговаривал с человеком, парень выкупил монеты, которые хотели купить армяне. Это монеты хазарского каганата, то есть 10 век нашей эры. То есть то ли 20 монет где-то. Они хотели их продать чернокопатели, само собой, наши с тобой друзья. Я имею в виду в кавычках, друзья, хотели продать армянам, и этот парень узнал, выкупил их все. И они у него сейчас воюют, они никогда в жизни дадут китер дать, только если на хранение музей. То есть мне стало это приятно, я как раз таки и сказал, вот общались, когда упомянул то, что вот жест был сделан с твоей стороны, со Ставропольским музеем, когда вернули многие артефакты. И тот случай, когда ты наконечники вот эти, чуть ли не бежал за этим поездом, чтобы не отвезли, не продали. Побольше нам таких людей, но, честно сказать, очень сложно. Почему? Потому что ты пытаешься вроде бы людям объяснить, что это наше национальное богатство.
это то, без чего дальнейшее никакого развития не будет. Если мы рассчитываем серьезно не являться сырьевым придатком наш регион, а мы рассчитываем серьезно на презентабельную Чеченскую республику, туристическую Чеченскую республику, нам нужно приложить массу усилий, чтобы и музеи, и архитектурные сооружения, и все остальное. Благодаря, я надеюсь, да, вот эта работа по восстановительным работам, да, если Уайкхаттин или взаимодействие, я, конечно же, иду и обязательно, я не знал, что... Нет, твои издания я видел, красивые, которые ты сделал. Это сейчас этнография, а мы сейчас говорим об историческом, о настоящих памятниках. Да. И, естественно, я не претендую на это, но во всяком случае я бы сегодня поменял бы стиль. Сегодня у нас пошло именно Чинхинский оттуда, Шаровского района, этот камень, 10 тысяч стоит, 15 тысяч стоит КАМАЗ, да. Его обрабатывают, и друг к другу эти мастера идут, 2500, 4500 квадратный метр, 5000 рублей, и они продолжают, они даже сами не хотят совершенствоваться. А это было, когда я еще первый Дейкерт строил на Старом Промыслах, на Ташкале строил. Тогда появлялись которые первые мастера, которые вот таким стилем начинали это делать. И вот это все осталось. Вот сегодня в Аргуне видит, что Аргун Чуловская. На мосту с правой стороны. И вот там комплекс строится. Но но кто этот заказчик этим является? Бог Мухоль, 7-метровая, 6-метровая башня, вот с таким углом наклона. Абсолютно. То есть это же для этого несложно же. Академия наук. Поехать за ним, привезти его. Все, пожалуйста, он бесплатно покажет. Это надо просто открыть интернет. Чеченские башни. Там четко можно пропорцию, градус какая высота получается, жилая, такая, всякая. Час закончился, просто зайди обратно и нажми принять, хорошо? Короче, вот сейчас вот эту страницу твою оставляю. Да, сейчас я выключу, потом опять как прямой эфир появится, просто заходишь и все. Хорошо? И как раз пока Юни опять заходит, к нам поступил донат от брата Асламбека. Брат Асламбек, Аллах да оставил доната, а я это не он. Брат Асламбек задонатил с таким вот сообщением брата. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ваш Асламбек. Да, саил, а я это не донат, все, Юни, I'm stone on your show. Я уже вообще технарем становлюсь, худейся. Но кажется, вот эти башни, которые делаются, они
Уаган улцани я шумя чусой. Круглый юмяцон. Круглые, они нет, там есть где-то круглые, где-то вот из полбац, из двух обоев. Да. Половинка штапела тоже. Но опять же, можно было дизайном сделать со вставочками более интересно. И самое главное, что Юни, может быть это, Юни, Хазел, может быть это просто, если, как ты говоришь, делать нужно, это должно быть чуть дороже. Нет, там я тебе скажу, там разница всего лишь леса поставите еще на 6 метров. Еще леса на 6 метров. И трубу поставить по центру с квадратом, и чтобы нитки натянуть, просто вывести уровень. Но это же, понимаете, вбухать туда, там же не 1 миллион. Туда уже вбухан. И дальше надо будет его делать. Туда вбухать примерно так, может быть, 30-40, там, смотря какая смета, кто делает 30-40, 50 миллионов, туда будет вбухано это все. Сам памятник. А, и там он будет комплекс, стоять, да? Да, он там чисто керт, и на и керт, и внутри будет заходить вовнутрь. Но это, видно, сделано для этнографии, чтобы можно было вот для Аргуна, наверное, чтобы там проводить какие-то национальные праздники, этнографические мероприятия. А с Богом и шай гляттер мои просто и бауныш, шанис дахватиш хряшхал моез, и шершка кидагур мади. Потом уже растет следующее поколение, которое смотрит, говорит, чеченские башни именно такие. Но они такими не были пирамидами. Они были либо сторожевые, с минимальным углом наклона, либо они были почти прямые жилые башни, которые без там вот этих вот, да, совсем по-другому. То есть разные были, поэтому просто это надо. А это же все знают. Все знают. Это один звонок, я же говорю, Академии наук, это один звонок любому специалисту по этнографии, или же просто желание зайти в интернет и просто забить чеченские башни. И там четко есть схемы, там есть по этажам разбивка, и четко высчитать можно градус. И все, согласно этого, любой прораб поставит трубу по центру, наверху 2 железки вот так поставят, от них опускаются нитки, и все это углы, которые поднимутся до самого сверху. Да, теперь, ничего, мы идем к этому. Просто для этого, если сегодня тыган чугулкана самах бьет шваца, ахкейкчан, он инсо аскойк инсо года ара ахсун, амел дац ахсун года яшкальче. Почему бы не просто не взять за привычку собирать совет? Ученый совет, тут просто специалистов, сели бесплатно, посоветовали, поспорили, посмотрели, пришли к общему мнению и отдали его заказчику и исполнителю, генподрядчику отдали и выполняют все. Это же бесплатно все. Не пытаться становиться специалистом в той области, в которой ты не являешься. Ну да, но это плоскостные башни, конечно, там одно, но те, которые мы с тобой говорим, горные части, они, конечно, должны тютелька в тютельку соблюдаться. Там очень сильные технологии. Почему? Потому что я помню, после восстановления Хойской башни, не Хойской башни, а Хайбовской башни, когда нас пригласил к себе министр культуры в то время еще, да, Эвхоз Бауди, он начал в деталях нам рассказывать, как эти швы, стяжки, все это как бы рассказывать. Это такой трудоемкий и очень-очень дорогой процесс, чтобы вот основания оставлять, там многие законсервировать, некоторые, которые восстановить. И буквально вчера опубликовал пост Даудов Магомед, где он сказал, что по указанию главы Чеченской Республики все башенные комплексы, все, что есть, касается исторической ценности, которую имеет Чеченской Республики, будут восстановлены. Я был безмерно, конечно, рад. Почему? Потому что, само собой, я думаю, что это должно быть все по-технологически, как было исторически. Я не думаю, что там это будет какой-то туристический проект санхариации, допустим, а вот именно соблюдая все архитектурные правила нашего зодчества, так сказать. Башлан, к сожалению, я не могу похвастаться ни одним восстановленным комплексом. То есть по мне, Хой, например, я бы оставил, если бы в моей власти это было бы решение принимать, я Хой оставил бы в том состоянии, какой он есть, как памятник древности, законсервировал его. А рядом построил бы вот этот Хой
только уже современный, вот как вот сейчас построено. И я бы туристам, и людям, и для нас, мы просто, когда с нового камня построено, это одно, а когда ты же сам знаешь, ты же был в горах, и толга, كيف دلش حنخا مخاي حط شتوك ثاني قميل داش خلق حويستخل شوق شحون دقهم ده كيك حديغي حدقي قوش قاتشم بقصر ماشي خمنا سندера есть такие вещи, что все исправить, но надо очень очень щепетильно к этим вопросам. Хотелось бы, я боюсь просто, что подозрение у меня какое-то есть, когда там наверху жукты, когда вот просто ставится задача, у них не должно быть никакой истории. Книги можно сжечь. Я боюсь, что у нас... И вот таким способом, давая деньги на реставрационные работы, я боюсь, что нас таким способом просто вот убирают весь пласт нашей настоящей, который мы завтра можем доказывать. Они же, камни имеют свойство, их можно анализы делать. То есть как бы это все можно делать. Вокруг которой раскопки можно делать и узнавать вокруг, какая есть керамика, поэтому судить, какие века. Мы сегодня должны спорить по установленным датам этих башен. Не 17-18 век. Даже ты сейчас говоришь, там башня была перед ссылкой строена. Это не башня, не башня. Жилая башня имеет дом, это дом. Дом. Это башня, и вряд ли это было, потому что это был дом. Дом. Потому что башни как таковые, они же перестали иметь, мы же тогда с тобой как-то на эту тему говорили, с изобретением пушек смысл в башнях, он перестал просто, необходимость от него перестала. Сегодня сады ты видишь, вот сады проезжаешь, ты же видишь, там стоят таркалины, наверху настил, сверху камышом сделано, и там охранник сидит, который издалека может смотреть на сад, на поле. После наличия пушки смысла нет уже на поле ставить там железобетонное строение, которое будет... Хозяин даже не знает, нет необходимости. Во-первых, это сезонное, когда именно момент созревания овощей. И смысла нет, поэтому хватает 4 деревяшки, настил на высоте 5-6 метров, и он все поле видит. То же самое уже с появлением пушки уже не было никакой необходимости ни в каких башнях, ни в сторожевых, ни в жилых башнях. Уже смысла в них не было. То есть как бы уже по-другому чуть-чуть, просто нахлёст. Юни, как ты относишься к тому, что в Макажое построили какие-то дома западной культуры и туда будут вводить туристов? Я давно там не был, там говорят, какие-то дома построили. Я не знаю, я в принципе, конечно, вот мне нравится западная, вот в той же Европе на сегодняшний день ты можешь купить любое старое здание, но ты не имеешь права его строить, реставрировать, как ты хочешь. Тебе дают проект, заключение, и ты выполняешь только те виды работ по камню или еще что-то. Ты менять не имеешь права. Даже ставни, какие-то оконные рамы ты не имеешь права менять. То есть это соблюдение. В деревнях, в той же Швейцарии, в Италии, ты не можешь построить среди вот этого, как старых строений, ты не можешь построить ультрасовременное там хай-тековское какое-то здание, потому что есть общая концепция населенного пункта. Поэтому точно так же очень хотелось бы, чтобы именно в Чеберлое, в горной части на сегодняшний день, чтобы именно строилась именно общая концепция. Ты можешь размеры разные делать, но цена у вас самым больше Чеберло, вы Чесурт да этнерцу султан. И он я-то советовал, как ему сделать, там, как использовать. Я очень настаивал, просил его на использование местного камня. Первый этаж, чтобы сделать именно из местного камня. И я бы такой, чтобы даже и хой вахты, асуртах, личитига, там, зеленые крыши, профнастила, там еще что-то. И ты начинаешь выбирать, чтобы это ни в коем случае не попало в кадр, хоть какая-то, чтобы вот... Поэтому должна быть общая концепция. Какой цвет должен быть там? Это использовать камень для этого. А вообще, конечно, в идеале, я бы вообще
сделал бы такое унитарное предприятие республиканское, которое занимается добычей грамотно камня, и просто этот камень привозил бы в Грозный, рассказывал бы тебе, ну, как хозяину, который сейчас решил строить, рассказал бы все прелести и изюминку твоего будущего дома, который ты выбрал себе проект где-то там в интернете, там западный проект, тебе рассказали бы в национальном плане необходимости его воспитательной функции для твоих же детей, и еще тебе камень говорят, вот этот камень можешь использовать. И мне кажется, тогда чего не хватает сегодня тому же Грозному, именно как столице, вот этого нашего чеченского национального колорита. Колорита. То есть даже элементарно вот этот проспект не железной изгороди, а сделать из камня красивый шов, и вот сделать вот этот высотой пускай 90 сантиметров, как вот эта железная ограда, а это пускай будет, эти же вещи есть, их придумывать не надо. Вон Нальчик проедь, посмотри, во Владикавказ проедь, посмотри. То есть это все есть, строили в советские годы даже, подчеркивая свою национальную особенность и кавказский колорит. Я бы этот камень бы просто, это себестоимость экскаватора, техники, еще что-то. Я тоже как раз-таки в позапрошлом эфире говорил об этом. Сегодня в нефтяном институте есть ребята, которые очень умницы, и ты, наверное, тоже видел несколько проектов. Да, проектов, которые в чеченском стиле они сделаны, и дома, и даже башни. Это просто великолепно. И я хочу еще подметить, что именно такой камень, вот возьмем Великобританию. Великобритания считается вот одним из тоже как бы аристократических средневековых башни, там очень много, как и во Франции, но дома, построенные из камней, служат на 100-200 лет больше. То есть, чтобы было понятно, там целые династии могут, если ты один раз хорошо построишь дом, целые династии могут прожить. Этот камень, он не меняется, это не морской камень, как сегодня многие покупают, там, допустим, вот этот желтый камень, Каспийский, там, грубо говоря. Хотя прекрасно многим говорят, что без воздействия морской воды там, или воздуха, он начинает осыпаться, что нужно делать специально. Люди все равно огромные деньги, я не знаю, эти желтые дома сплошь и рядом. Если вот из этого камня, природного нашего камня строить дома, и плюс, как мы с тобой говорили, в национальном колорите, но я уверен, если построить, твои правнуки будут, больше жить в этом доме. Этот камень, он долговечный. Он просто переживает 100, 200, 300 лет. Любая мода, желтый дагестанский камень облицовывают, который плиткой. Мол, уже куда ни посмотришь, уже надоело. Это моды. Это моды. Как, помнишь, раньше, я помню лично еще там в 95-м году, 96-м году, когда появились только эти итальянки? Сайдинги. Да, сайдинговая тема, да. И там, у меня там, я кухню сделал вот этим полностью, вот этой пластиком сделал. И там он хвастался, кухню сделал. Сегодня уже под навесом это не делают, в сарае где-то, может быть, обить. Я к чему, что мода проходит. Кирпич был итальянский. Все наши дома, все наши города были красные, да. Вся мода прошла. Сейчас появился там ассортимент желтый пошел. Сейчас какой-то привозит еще коричневый какой-то. Но это все моды. Они идут, а есть классика. Есть классика жанра. То есть часы могут там быть разными, да. Но есть классика. Это как Страдивари. Они всегда вечные, они надежные. Ну все, Юни сейчас будет говорить. У Юни в эфире показывал часы, которые стоят несколько тысяч долларов. 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов. Все, тебя в буржуи точно теперь запишу сразу. Вот там видно? Да. Тут еще есть. Есть такое. Классика, конечно, не меняется. Поэтому, конечно, хотелось бы, мы сегодня, эта проблема существует, свадьбы. У меня четкое представление, ощущение, это всех народов касается, всех народов Кавказа.
мы уходим от своих традиций. Мы бежим, сломя голову от них. Сегодня можно считать, вот я недавно смотрю свадьбу, читают нашиды, там все, специально зовут, а невеста стоит полураздетая, вот здесь там волосы, там фото так сделаны, то есть абсолютно Это где европейская. было? Чеченская республика. Срагун Баха, он сейчас здесь насчет этого настолько строго. Если даже... Вопрос, знаешь, в чем дело? Ты знаешь, в чем дело? Что я не люблю, когда со мной разговаривают, как меня заставляют, когда насилие. А мне, вот людям предпочтительнее самим было бы дойти до этого. И не боязнь, что их накажут за это. А именно, даггар, нохчи дала, делда, вайварадеш, лилинок, нохчи дохардах, нохчи национальный костюм. Посмотри сегодня, я от души говорю, сегодня именно в национальном стиле, национальных платьях, сегодня целая промышленность, целая ветка производства в Осетии у кабардинцев. У ингушей даже намного больше национальных костюмов свои шьют и пояса используют на свадьбах. То есть намного больше, чем в Чеченской республике. Да, у нас, может, одевают хиджаб, как по мусульманскому обычаю. Но мне, опять же, хотелось бы, что мешает, это та же самая одежда, Да, также. но национальная Просто одежда у нас здесь, полностью совпадает. вот здесь, пускай женские наши все украшения, пояс, пускай будет с проката даже, возьмут этот серебряный, настоящий исторический пояс, которому там 200-250 лет, пускай будет такой. Но это нохчел мадуи. И дети, которые будут фотографии смотреть своих родителей, которые уже будут не молодыми, они будут говорить, вот моя мама вот так выходила замуж. На свадьбе моего отца, матери вот так было. И, естественно, ему это ближе, ему не надо говорить, что твой прапрадед вот так, или твоя прапрабабушка вот так выходила замуж. Он говорит, да, оставьте это далеко. А мама моя, извините меня, сегодня она крутая, сегодня и я тоже хочу быть, я девочка с Инстаграма, я тоже хочу быть крутой. Вот это называется абсолютнейшая, просто колоссальная деградация в плане того, что национального колорита. Вот. А это есть сегодня. И я, знаешь, что еще заметил одну вещь. Народ, у которого проблема стоит все острее сохранения своего колорита, своего национального самосознания, они больше в этом народе появляются людей, которые пытаются возродить эти традиции. Сегодня во Владикавказ приедь, на остановках, пожалуйста, на остинском языке написано «кофемашина». Написано на остинском языке кофе такое-то, кофе такое-то. Это же мелочи. Простые мелочи. Это просто энтузиасты, ребята. Берут эти наклейки, делают и ходят, и приклеивают, и пропагандируют. Это всем нравится. Мне, чеченцу, это нравится, что нация так старается за себя. Я за любую нацию я буду рад. Я за любую нацию буду рад, чтобы вот если такие вещи будут делать. Потому что это пример уже для нас. А мы сегодня считаем, что у нас этой проблемы не существует. И мы сегодня можем себе позволить, мы можем себе позволить все, что угодно. Пока еще у нас проблем нет. Но проблема-то реально существует. Инстаграм, пожалуйста, и Гаска, все аренский научил. Все мазалка, с рождения. Детский садик, я бицембацас, школа бицембацас. Харсо, Петерсо, так я хет бог, что Цаволинц Верша, так институт, так Москва, Инсун Амалдуш, استحدوش غاز كدوش إرداتر وينوش شمات بيت شينا ويشم استحدوش إرداتر. Выгинца, там, телевидение ЧГТРК, посмотри, любой, и вот сейчас на меня, например, я старался, стараюсь, но я хотя бы призываю тех, которые без проблем умеют разговаривать на своем языке родном. И ему тяжело разговаривать даже на русском языке. Ну зачем ты себя настолько мучаешь, пытаясь быть, как тебе кажется, крутым, блатным, грамотным, пытаться разговаривать на русском языке? На чеченском кругу ты должен разговаривать. Это круто, когда ты разговариваешь на чеченском языке. А телевидение, он интервью общает. Ногче телевидение, ногче матаховистыч, мялдазалдуи. И на сегодняшний день для меня в этом плане отдают должное бывший министр культуры, вице-премьер Вуи,
Hoş bavde. Hoş bavdi. Mats en mat büyütsün. Melts en büyütsün nohçu mat. Şemet tavari soy büyüt hena elhamdülillah mahas getirsin. Çok en büyütsün. İddeşneşe gazki çutat yaşıyorsa şahatsun ta vüst hadvaşso şey öyle yok. Nohçu doş kara doy. قدوش دلات وغاز قدشن متن قدوش دلا قدوش أولي شو تصحدوش تقزيد أوي ينستغل مودو ينستغل إرمو شو كميرنا ينستغل داتي إرمو شو بوشر يوني мне вас не надо сильно трудиться понимать. Чеченцы разговаривают, я все понимаю, что вы говорите. Как ты понимаешь? А вы там столько русских слов говорите, что я все понимаю. Иду вот. А вы и Лерца Бича это моя проблема. Вот я живой пример. Но я хотя бы осознаю, ладно. Там и другие национальности, у тебя, может быть, там кто-то смотрит, кто-то не понимает чеченский язык. Но это если был бы чисто чеченский наш эфир, тогда без вопросов صدوش ساعة وغاسكي ما تحسو حجر شيكو يا صبادك ديش أسعى سندر حبيت كل شيء نافيقة حايش تسع مسار أولش خلا بشلام حجيمة واتسو تغن حناخ حيخة لدوخش دوم تغنا دقناخ بون ديل ريس خيل بوخش حون حسن بوچان قيچان إش غيت بيزوي إش بيت بيز ديكنك ديك آغو سون تسخة حرسا ليل شوية تسخة سون بريمير ويت أمن سو ديكنك ديش طلع آلما ديزي أس غونك سون توصل أس إذا إردو نو ديكنك تغن أسبوق تغن نت هقشين شرا بول ضحوش بو بيرشة حون قيتشان مسان ديل ريسخي الله دال سيدو الش كده مثلا يشي أترك вот и такой институт, это очень ответственный момент, очень важный момент. Дересхил, Иони, дересхил, дигдешниш, айларна. Ой. Башлам, соинс бадыгач, бали валерн пырса, лудухш болчардыга, далмукла, совол швон, далмукла, совол швон. Дересхил, Иони. Ва нагга حولها تواشين شرع عقد إشادك عقد إتا بيتها شو إفيري وشلو ديريسلو دا سي دا 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 لا وينوش أصلاً سلام عليكم دشك دا لا تبالش دا برتع بالوي آمين بسم لا تبالو هينس دموي دايق الخدمة سي دايق طبقتي ديريسلو так سيد محمد مچو سگت یا شو دنات ایت بوش یونیک چونگت بوش خویا ایتا یونی عدویتا مچو سگت یا شو دنات ایت بوش юник. И у нас за время освободил, пока мы разговаривали от брата Шароевского, Шароевский борз за عمر قردنا تاعتين عمر دا سايل هدانا تدا لقوا خوال будисник изершках соуда қейл. Многие вопросы, конечно же, мы обсудили и обсуждали. Кстати, с Айдом мы тоже говорили насчет национальной темы, насчет языка, ну, насчет форм, конечно же, свадебных и так далее. Это уже у нас вести именно национальное, это одно дело, но открытых, насколько я знаю, уже запрещено. Многие свадебные церемонии запрещены, которые были раньше, вот эти сюли танцы, когда подряд 2-3 человека, это тоже запрещено. Насколько я знаю, даже без платка запрещено, поэтому многие вопросы уже решены, но многие вопросы еще нужно решить. Это важно, это нужно. Просто-напросто люди, которые остаются, любят свою родину, любят свою историю, традиции, они максимально пытаются все высказать, сделать максимально в положительную сторону, решить любые вопросы,
касаемо своего народа. $7000 до сахт диком хердер. 7000 долларов дюча дацер Мозамбик. Не будем говорить. 7000 долларов дюхштала, 10 тысяч долларов дюхштала. Это уже заоблачные для нас вещи, поэтому мы люди простые, земные, дикчумные, уали. Будем пытаться, как сказал один мой друг сегодня мне, я уверен, что скоро случится что-то хорошее. Я хотел вот так, подумал, думаю сказать ему, вот уже почти осталось сколько? Осталось буквально 2 месяца, чтобы мне исполнилось, грубо говоря, 40 лет. И каждый раз я думаю, вот до 40 лет доживу почти, что думаю о том, да, молодых ходу. И вот этот предел, когда о лучшем всегда думать, жить и надеяться на лучшее. Честно скажу, в жизни я много чего делал и прикладывал усилия, да и образование, кадек. Пытаюсь, конечно, сделать что-то хорошее. Это не просто так, что я сижу где-то, лежу, думаю, что-нибудь хорошее случится, бог-божий, яблочко. Усилия, как говорится, прикладываю, но не всегда получается, как говорится, быть оптимистом. Хотя я пытаюсь изо всех сил быть оптимистом, реалистом, так сказать. Да, я же говорил, 30 с хвостиком. Это много уже. Согласен, очень много лет. Очень много лет. За это время многие очень многих вещей достигли. Ну, дойду. Не знаю, честно сказать. Это, конечно, депрессниковый вопрос. Вот. Поэтому скоро, как говорится, возможно, конечно. 40 еще нету, но не за горами, как говорится. Туам да белла. Белла, фарштай да белла туам. Поэтому дикник хердудау. Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться о лучшем. Дикник, соответственно, давай. Сайд Мамад, говорю, Сайд Мамад, а настроение, да. И вирш его смайлик, да, я улети асха. И хуштар ващины, но эли ващины, ноутбук, но эли ващин. Оставьте эти часы массы лучше, подумайте. Как же. Я вообще о часах не говорил, это я просто с Юни пошутил, а так я не говорил о часах. Надо мне поставить чайник, пока я с вами разговариваю. Я не заметил, как уже, уже 3-й час ночи, конечно, надо. Башлам, что думаешь о последних публикациях в чеченских фамилиях? Я же сказал, что я думаю, что это позитивно. Этот вопрос Азамат поднимал еще год тому назад, кажется, чтобы менять фамилии на чеченский лад. Ну, по тейповым принадлежности, там, допустим, Дишни Азамат, Беной Бойсхар, там, не знаю, ну и так далее и тому подобное. Поэтому это каждый раз этот вопрос поднимается. Приходят люди на прием, думаешь в возрасте, потом начинаешь смотреть историю болезни, они младше тебя. Вот и ты сейчас смотрю, барака. Но все-таки я, как говорится, не претендую быть, так сказать, чрезмерно молодым, зная свой реальный возраст, зная то, что вроде бы не ребенок, но удивительно. Это жизнь. Это жизнь, и как-то ее нужно решать. Пытаешься, ты ж ёхари бабай. У меня же нету, все бардем. Кофе закончилось. Стоп. Так, кофе я не попью. Надо уже другой кофе готовить.
Вот так и живем. Так освободилось. Субботний вечер. Вышел немножко не таким, да, у нас. Атеила вошла. Мошкю, шмайстла. Somewhat, да, я скажу. Это, как говорится, естественный процесс. Хочешь, не хочешь, когда нету у тебя поддельного, как говорится, простого кофе, приходится использовать то, что нужно готовить очень долго. Элативой, то. Антелатраш, вот я шоссе мама. Я знаю, что ночью пить кофе нехорошо, но когда у тебя заложен нос и, возможно, простуда, можешь заболеть, стоит выпить кофейку. Так сказать, бомбануть кофейку. Субботний вечер. Надеюсь, что сегодняшний эфир вам более или менее понравился. Да, сестренка старшая подарила вот такую кофеварню. И попытаемся сейчас приготовить. Будьте и кофе, и шампанское. Да что ж такое? Короче, дикий хедох. День сегодня не такой, как всегда, бяхарицу. Пить нашу воду, конечно, себе и здоровье портить. Один раз искипятишь. Я не помню. Есть работы некоторых этнографов. Но, опять же, в каком плане родство надо смотреть, я не могу сказать однозначно. Хасан говорил или нет, я не помню. Еще раз, я не люблю, когда мы приписываем чужое что-либо себе. Вот. Said Muhammad, Ой, ага, но я баря, ноутбук, холодно, нахил. Вроде ты говорил, что его отправишь. Раз его шамятся, Норвегия, ага. А? Давай колись. Не люблю, когда хочу простыть. Шел волгач, ворсташца. Как горовица. Ой, лет наш дытером дац. Короче, Сайд Мамад готов говорить о землях, обо всем, но не о том, что я говорю. Скоро пошлам, ба? Скоро.
Молодец. Явно видно, что ты дружишь с евреями. Ладно, оставим, не будем тебя мучить. Находите всегда к чему. Жижигда диез. Дэр диез, жижигда диез. Мне хотелось сказать, что так лучше, что я сказал. Беркелар ламсан канту элчу верзвеш жим. Ассаламу алейкум, Башлам. Зелимхан сильная личность. Сильная личность, чем Байсангур. Нет. Никогда за всю историю человечества никогда нельзя говорить, что Зелимхан лучше Байсангура или Байсангур лучше Зелимхана. Это разные люди разных эпох, и занимались они разными вещами. Байсангур – национальный герой чеченского Нохчи народа. Зелимхан – национальный герой Нохчи народа. Поэтому таких разговоров не должно быть, даже и в помине. Башлам, в каком году татаро-монголы пришли на Кавказ? В 1221 году. Нагайцы появились ближе к XIV веку, то есть название под нагайцами. Башлам, скоро. Ну, скоро всегда говоришь, Сайд Мухаммад. Посмотрим, что несет. Что насчет переписи населения? Перепись населения закончится 14 ноября. Посмотрим, когда это будет. Интересно, черту, что они хотят от тебя услышать, чтобы ты зашел в эфир? Ассаламу алейкум, салам маршал Массерга, ва алейкум салам. Как слушал одного нашего земляка, и со слов, как я понял, андийцы, чеченцы и Шамиль тоже андийцы, я правильно его понял? Ахмад Закон. Я не слышал такого, что... Я слышал эти разговоры, но у меня нету никаких доказательств того, что имам Шамиль является андийцем. Вот. У меня нет таких доказательств и нет такой информации. Есть такие версии, которые говорят, и есть те, которые говорят, что имам Шамиль был андийцем, что он был кумыком, что он был аваром. Но мне это абсолютно, честно сказать, параллельно. Суны нохчи отсиха, остальное не важно. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам на вас. Сухоч, О, сагат яхрак, хухат гайш бутишош. сухоч, сагат теш болчай глай дарас. Говорит, слушай, выжри, нормально, ду. Алхамдулилlah. Суньеттаг вавас дукуля цакита. Хат сун зай нугун хаш ватса. Сун хаш мумдацин хил. Шей сагат кашей бук выжри. Просто сагат кашей. Да, говорит, слушай, сагат. Нормально, душа даг, алхамдулилlah. هذاك بكيف دبي سمك شوش لروخ عشرة أنا حوش جرماني لا ميشاو جرماني فرنسي لا عشي سر باي تربون وقت غالا سويت حدات استانو عنده عاش ساعة شبع جلس لزيتها Я за своего брата беспокоюсь, чтобы... Деларисху. Сухуэлэ, чули. Худак дени раешен сом. Уйден сих. Ас нохчи мот бит. Тен нохчи у. Ас нохчи мот бит. Я комбил шразхи мот цвезен. Июни уду нохчули шразхи мот. На уй мой шразхи мот нохчул. Нохчи мот тезиш. Мой уни. Ахешуй. Уша. Ja, nisam bil zagamel mladoš. I это nog uit zo hier is. Kuch moest doorkomen, je moet niet iets raar dus. Taas ik weer uit zo ja, heel die is niet daar. Maar als je al eens wat zo, we zich doen goed publicaties is. Wordt het echt zo zo laat doe je niet doe of dat. Je hoort is dat half historisch. We dit is dat we toch bolter test doen. We bolter test, потихоньку. Zien of hij is die sigaar.
إنت خيت ينزل على أختي وتعوديش Heel dat, ja, heel dat, ja. Die zo hij zo weer gaan, maar hoe ze eet, ja. Kijk, bij het dus, ik heb dat gezegd, ik maar zei, even is kaal. Jongens, zeg hoe doen, dat zei. Переводчик, Isto это самый, по идее, мягкий, самый, бос сердце, цаборт хилитраж, дикхилраж, все самый, что лацик, да, ща совет, депутат, ща мело, оказывается, тюрьма совыч хила, сон гацауш. да, هو بصلا авторитет, ну, tanımın öyleniyor. Вроде бы самый верный стригворса, ну, я не Tanımın знаю. öyleniyor, tanımın öyleniyor. Hoca seçeceğine biz ne şebek soğutmuş bu kadar şey. Öyle. Hadis рядом. И главное, بس يوع جايتا جوش خل بيزوي. برت خل بيزوي بأخو. سو سيتشار شايك سو شو لا دي. Ну, цер были бич, Юнис кисама aylar çok gрамотный такие, сон işte müştahi olmuş şu yuni da. Sutu o dikeler iz. Şey aldığını kuvvet. Aldığını buldu. Buzutano. Her şey hazır. صبر ديلا. سو كوفي قيحكي ولا لون. هاي حديث على الصفاش تون. No, aici la duş da sokağa gidiyordu. Sonra çora. Video потихоньку да Ставрополя латтан doğruqdu. Ayrıcılardı siga. Sürü bakkadı. Video onu Rusya paşa uzarızmıştı. Oyun lattı saduk. Yevek ta biznes sayıydı adam döhölderci. Tamam zakvandı. Öyle şu. Так, там масалады он соды оны Ставрополь алат если шу. Соғық шу, цадух кәжу да. Этинахы дискриминация, о цадух кәжу да. Это шу. Вот цадух бы ояция сумлат. Асмергел это душ яхши кварта болшты он. Арел болшты паспорт. Аргушты үшін болшты. Просто ой да, десятся dedi şu dokkan yerler, sonra değişti de bir zaman son. Daha nis ويتاني كوتن دو عالجلات تسجا. داينهم ديكتاتور شلات تو استاروبل. دورق ينشط تسجا. ويوق قادو أنا وش متى ويوق وش متى شويش عاشية ده سيولي خلشتك تينا شويش بو. دوق جوابو. Так. Тазбичи, ваша нисам бахар и ваши модейцин чуна хол что тешь, и гаша хол что тешь. Тажва плахара черту. И циги дам дан тинашам юцер дар вайчар. Идер и иец ахш мишер дер до ала ас юцер дар قاعد خواج. تابرود ولا ريتشكي ولا ديل دع يوتر در يت. Вот 300-400 тысяч, ну, тину что цыга бу. 300-400 тысяч, ну, хоть и что цыга. Дейл озуду. Саборди, хаунцыги, двухэтажный тину щец, ваха увиш, вот ничего себе. Хай, саборди, Da realtà, sociale, non so, allora scusa. Sabodia, si realtà minuti. حوصي أحد يسردون هاي واحد وشو كان دقيقتين نه حوصي إيش توي شوات إيش توي شوات سبودين هذا أنا شو يوم تتصوتي تريد صوتي لا تدون هاي بينش قب هاي بتيجون كتير نشتي دوا قيتي على التالي اللي بينش اللي أخوان ماخت أمون بيرز إديش ومخ شو سيجاوش كاتشو دي بعد بتاقوي ديم شوش نورمال تيرو شو ديم بيكستات شوي وتينو شو دي ما دوش بتينو ده بيكستات كويتني لا that's the only خوزة يلا زرزيت دي لا تسوق كويتني لا زملاء يشورا زملاء وقتي من دوا زرزيت دي لا Кстати, они очень сильно ведут вот эту тему, звонят во все колокола, кстати, возрождаются, хотят везде ввести вот это казачество, ввести патрулирование, чтобы им дали возможность. Кстати, я реальные вещи говорю.
чтобы царь Герзадел, чтобы как дружина Лили Тибуш, меткч обе лауниш. Бег бац, Перский казаки жвицом. А перский казаки жвицом. Какие чувства в курсе уцума? Ищем конкретно шейдер он патруль шлит туля. Ищем дагестанец, а я чмабу. Иди. Да, теперь уже отворот поворот эллацан. Ну я меня ну вайн гушук попытки. Царь парламент, я? Царь шейн куза царь казак, вати уеш вацар. Принять, це не закон. Ищем дьявол, а вот базелочи. Дьявол, царь сумбалик дич, но я соцсек Ставропольский край хлоп. Дела буш воша духчова, умана хасса йоши веш ашна. Федеда царь, да. Не ищем до дьявол бумела до сторону, да, Ставрополь, ухо, это вот я дуйцик. Ищ баца, а допустим, Курский, Инсвайцани, Гейнбус, Галюгаевский, Старогладовский, ищиц вала, ищем вымирать я шметик шо. Ой, иду чухсо, как раз. Но, багдик диш, бахалдезва, ой, ой, хинц, тиги переселиться дарбах, ваша, ой, Наурский, Шилковской района, плотность населения, чего ледарь, ой. Плотность населения ледарью, башлан сабады самин вот на докладе. Плотность населения ледарью, гектарами латтан ждали от скети, а шей угодишь, шметик мой, эти, ищем тига амада, 1 сантиметр лат, содук диккит, 1 сантиметр лат, да, плотность населения, алса мялхулу, нахтиги дабаган, уахакоштин, иметик ше, само собой, иметик изгло, оно распространяется. Плотность населения, плотность населения, боимся такая, плотность ой, в общем, разные там, ну, да, что, особо. Земля, еще раз земля. Ты сам меня заразил, а теперь говоришь мне тут про животноводство. Не, сугуэлэ, уиз плотность населения бошник, да, и тем, как раз таки для животноводства и царно плотность населения из прямо до прямой до противник скотоводства и животноводства. Плотность населения, ой, Миша Али Африкедер, хай он свой кач. Сам просто ночи укса. Просто назови географически запад, восток, север, Алла, Дела. Ага, лямшка идер. Валлай, Швейцария, Асандуй, Швейцария, меткишка. Лямшка. Я, честно сказать, об этом думал об этом. Развивать идер и тем. Тела, или кислород. Чу, ой, да дишь, ты рухтешь. Если лямшка, واحد дольше عنده даюли любой проблемш. Причем и со здоровьем, и со всем остальным. Массуагул. Тела, юк. Хищ сендуцига. Так, шадом элдич кезик халасига онда чоланде диаланде элдито дизул мавас я кете. Накашли, вот вау, галуса рубая. Да, лямнешка халмелду алху асам хочешь черту ла ма барц абязу бир. Шеюцан. Дукан, لا شو. اش سخر شعري ده تيجي عصبه سبع زويت انا واس اسعد كندر ماير نور باخكي مخني اشمتجا ناخك ازبوش بو لا تشم دعدل اريندا يو هنا قدك دو ناخك ازبو با اسفيسيجا имеет плотность населения богу алсам ахмел балха меттига кезглоқиетё меткезгел шухул улли лахта юц и датига يدخلوا داتيجا هوند أرجع عشبش كيس بوتيجا بيش شاوي غال هو غال موز حقه شاوي غال ولا شو نو إيه كم مدو يهوندو غايون بس كهم دليل وأنا ده هم ما دات كذا يبريات شات يزود شات كذا إنت ترجو промышленность تعليم بركتي قدك то все قيمة كذا هما вся промышленность по перифериях или еще по идее. Приорж моего гаешь. Да, сатиниш, ваша. Кот, соуцина.
Дука, Да ладно, ну, и что цена, короче, царил духом да, вой ночи чего. привел, Без привод. сейчас уже давал аудио привел. واحد не тих шерши, ай элши. ده صهق ولا عشو لمنش كحلوش طول خزخية شو ما داتسو سيج خاتش تانش دي ناسوك زكا زي تشيتيوني سبادك ديش شادك جمالس قيش كي بردقي Olčena, no zbog sokjecu bolšuna, no сюрк хач асбадык дичь, я сторонник того, чтобы союз исторический лишь. Именно кел эцвейт улгах я шпор тайпан банши полностью и лемный шу галанчор шарой шатой и томкал чебер луай ша мялил варай он шаре горная часть не кшадовки че асфальтировать дяша Байничевич, ресторан, гостиничевич, маленькая Швейцария, дуй, и ич, а сунбах, вот, дукаберш, сакиет, хунятин, ваймет, что стик доступный, что дук дахаш, хок дюнянт, насчет вооружения бахшу, нас герстик бахшу, хок дюнянт, цанят, сахар, что депцен кия, наш выталил, цане, любой герст, тем более, хок валби, йочо, мокчичу, лемниш, ترانك نشت يا كيمان سان دعيان وايق بروبليم يا رسين ده هو شيء ده لا ده ايكونوميك يجولي شيء رزويتي يقولي شيء يتوم بيدخل وبيتوي شيء توم شيء ده هو شيء اسون بحال ايكونوميك يتقول ولا يسوى اسا كراس بوستي ريازواش شرطو سقيتي باخو اسا язинер и галанчош дяшто непша Мамад отвечает дяшу за этот проект и по галанчош кольцевание побойца полностью чапокш по Галанчевскому району, и Тумкалинский, Чеверлоевский, Шароевский, Шилковской район, Наурский район, Грозный, замыкать аж полностью кольцево нет, был царь бывший. Четырехполосная, все современные. И Язин, и пост Язин, Цигар Белваш, Дерес, Хейл, Цигар Кахаютчар, круглый год, они 3 года уже работают, никогда в жизни, даже в советское время, нет, что хочу, нет, что хочу, там уже затрачено то ли 2, то ли 3 миллиарда, и почти что уже ашда инцигар. Это не государственные деньги, чтобы ты понимал. Имеется в виду инвесторские, а что и не заложено в бюджет тоже. هو دوشي كاجا تشبلا خبركم الله اللي تشبلا هنا يشرتوا ويكند انغوشيتي تو لونا انا يوني сразу бан черто يوني يوني оник ма هو رزا и язинерас пост язинерас ой була та гневный пост язин не что кардикду инс любой легковой машина да хахкен хал пост язин аксон само он язин комментарий хоквал комментарий язин со лемниш не что да цадиез из Министерства обороны ахчадел больше не был хунд чат он балах шейн таба атхалит цаца көлшит вообще بس بقى хуйти яйцо не бас. Очень верх мобас башлам ранен и тяну духан детская психология раненая. Не, ну блин, северный полюс без качец, БТР, штанч, любой гумш, да, илшду, кидекду, блин, до того. Вообще цасал ты ваш да ца. Там Каспийский море, да, шейбол был больше, был еще. Каспийский море, что-то айло, база тёхр, декцеё. Цастоким зараз, цастоким, идбак, цастоким зараз халагатин, короче, заром. Эту горную часть, любой кеман, любой кеман, 10 минут перелететь нашу всю горную республику. А у синш немцуш диона жукти сани адол вен тадичи хашту суала чу цархилёлы хумбайсам тагана любой жукти ват. Любой жукти, сейчас жукти с Германии давно шел, да. Цен кират лушду, цен ахча лушду, сразу хитио. Там лишь дина, цен динак дина войн, дебе ашера, хитио. Единственный сюкач войн, цатуэшти куду айшен. Войн это дишер дуи, вой молодучек дишитер. Ду молнаш бац, молнаш юртреднаш, цигер на местах, садик шкердуинда. يوم ويبيرشن شو دولار يديشر شو دولار ديشر حيق الخضر تغنى نتقص ليلور دولشتات أدم نتقص أدم ليل زان عيال دو ترش ديتش عيج ديتش خنا ما يلا هينس حيق الدو ليل دشتك это ничего не решает. قيتي حيق الدو وين ديشتك حيق الدو قيتن بو حيق الدو
ويجي حيقل سهولي ويبيش دوش سهولي ودائما إيش تدوينا ترينكش دي عليه تردو هم عليش واس برسمينش ده يوضع واس عليش نطعن جدينا عوي سامي رازيتي هم هدو طعن وي سامي رازيتي نيجي سبورتي ويا إيجرس وورد خوي كيتيو إيش اللي قوي بغلق دي إيش رازني شار رازني قيم ما دا تسوي طعن دو أنا وي Dude, قلت هدو خاص ريوع ويشو بو مش بريش مش ويرش как их مش уерис. مش مش Салоны красоты, блин. عطينا اللي يلا عيش على بيطلع لي И брат Заур, я знаю, Заур, это наш брат Адык, он задонатил, Заур, дай Аллах, чтобы у тебя десятки тысяч раз больше было денег, чем ты мне прислал. Миллион раз больше было, да, Саду. وقسموا يا زو أجر حال زوج خلي يزبو ها أجر حال كورت خليس يزود ليلو Бабардаш, сам Аливай, Мадардитева, давайте скажем честно, в советское время больше всего заводов было у нас, в Грозненской. 95% в них работали русские, армяне, грузины, все кто угодно, но не чеченцы. Построить заводы – это полбеды. А вот вырастить кадры, которые там будут работать, это уже совсем другое. Поэтому прежде чем говорить об этом, вот об этом я и говорю. Да, черту. Воша, Дишь. тебя перезагрузить, а чего так, да, сразу. Давай. Хорошо, сейчас я перезагружу. Не теряйтесь, мне нужно перезагрузить, и мы продолжим. Давай. О каких заводах вы все тут не знаю. Мы не о заводах говорим. Вообще, прежде чем построить заводы, ждем черту. Было 60 человек. كوفي نوتان عيال ميكشون صون جسك عيال ميكشو ده توك أرول عجورسة завод сила бая суетолог. Это я все выпил, да? Крепчайший кофе. И отсюда он кальций вымывает даже. Mamil, da ya. Devam молодец. Решил, да я короче сыр. Пью, чтобы не было Матамаева. Башлам Ворд звонил. Зачем
Зачем должен мне звонить лорд? За что вы так переживаете, звонил он мне или не звонил? Давайте скажем так. Постукачили ли ему очередной раз про меня? Черто, Да, да. годится. Возможно. Просто ويتعاملوا دقة هم بعض جديد ده تأسف عشان تيميست على بعض يكون تدوس بكمية تحكم ده سواء انتي هو يو ده أنا شيء بيش كيجي بوشدين خبر ديت قيتشو خبر ديت قيستعده بوقت جيسن بادي هو يبيش أخر خوش بو كيجي بوشدين ده خبر ديت خوش بو وش خوش بو بيجو وزنهم دويز إيهم ذات ويفيل ديشهم دويز كي بجين بيرجل شينا دوين دا شي دوزلت واخي بوقشين سن خبر ديسر أتمشين سيريوزن خبر كي بوشتين شو دول ديشيت بيشك هيو الخليط نيتس خبو نيتس هي قلبو استدالو ديشتنا تخانو دون دعوت انستغرام تشوون اوقل مسكل شكشات تيديون تعودوا تسويلو ماشين شاقو غير شكون لايك شيك وجديون كروشتون كتابات مسكول وجديون دوك تعودوا تقواج ودي تجي هو كروشين يوخي واخا إدات خايت بوش تعميو قانوش كتيو يمسو ميتا إلا سيج بوي بليرش دات ما دوتك دكتور سيج Да. دي Я говорю, что она, Сергей. Я говорю, حيل مكشاتي مشان وين. هاتسون سوين تاع قال واجن دواخي وسم صوت تسيشير هاتسون لايك كلا اسمشين يا جو ونيزن يا جو دو تاع هو يوتسو شو لا ويعزو شو شي تاع كروشي هذا اللي وجدتشين ميتنا وين هو ده ايش دوز هو ده ايش دو да ويحس Это вот لك как وين раз таки واقع есть так называемая культурная деградация. هو ده غايم باش نعم حلقة وشيك وشيك نوختيش راسية غويل ميتشن على غويل اس ليل شيك كمان ليل شيك وات يور هينز بوش باش دوخ باش شاش ليل بويش باش بوخيتي ايدو قل حلقة ليل شبوك انتي خلو ليل شي سينوش تعالو دوش يحد عالو يوش هورش ووشي تاش يتشي شتشي قيتي دين ديتش ووشي مش كشيش ده والله اسمه جو دوك بس أبتك ناش حلق أي سلوشي. ها ايدو قيتي هارش كشات تلت تاع فوتبول كاي وهي مسون اي قيتي هولز ده يودا هودا والله ده سيتا دوزل قيتي هادو سون صاغي تاع ذات بحالش مستدار زوتشني ما هو ضمي زو باش تمي dan dat stavku делать на мышцы или там смотря на какой-то элементарный дух. Друг там сюда что-то таксист классно. Это минимум там حلقة بولغ شاش دون زغل كروت حلقة بولغ شدون دول جيبهم تين داتوتش تين كروت ده صلاح كان إلا لا يخطي دوش توتك دوك المدرج والله دوك باشا استير دا دول اللي عارف ودي اندروني دا عندي دول دي رعون ديك صدوم احسن غال عاوي عنتون ها وستوا ودي نعيم ساهين زغالي يقع وبحثوا سوبيرو سون تقاشن بريت بعتم وردو استقبعتم وردو اسبور وده دا عندي دا عني ما سندل هم مولي وردو نوتش يستقبل نوتش بشكل ها Иду пойду То есть просто-напросто, да, он по этой местности мечавой, ну, это на сокет, понимаешь, что дух на хет. Я не говорю, идти к багнаш бой, царь сбегаться был. Он дальше то она не их положение, хорони, кисан санил положение, лидер хули, дала до антиадих алла, мискалла хларвия. ميسكل شو خلهم يعني ويدقى بوتشار أول هنا ميسكريها ميسكل شو خلهم يو ميسكل ودقوهم دويتيت دقنا بوخ بو دقنا خلق بو und er не то что гылок
دينيخ كيتشمنخ وخو اسمسكلو خلهم دوي ام دالت ادلنهم دوي يغرتشر حتشقوا حون ميل بوشم دو نو مسك اللي غلات سامي ده باش لا شو كده لا مم. مسك اللي غلات ايدو اسويك حديث القدسي دو حديث القدسي اذا سواء الله خني خداش في كلام او شنقص مم. بس حديث القدسي جو دقق يتصون يعني جو دقق يتصون حين دلجن ده بيت كسوك بيئات دقر خاستم يشوي الله خاستم بقوم يا الله ده لشاحة سپر غطي دبوخ حشين جيجري يبوخ أم شادل شنتو أم تبين عقيد إحوال ويرتي بوخ شين خاستم تبيش شاج على سنة ودي تروح ودنيا نشوف بس أم تأكا شادل شو سون خيف دات سون بوخ نو это кажется пред и حديث القدسي دوي и подтверждает дальше уранчуд айчих нацидерс шумол вачун судон средний статистический ночью sayın yaşnak dua sayı qetlik dua uğraştık. Dal oranço ahins ayç miloştu sunuş miloştu ağatsun. Bu hoyg şunu motta şaşu züyürdat şaşu züyürdoş modu bu. Şaşu tsamgaş sizüyürdu. Şu mugşıl sizüyürdu. Bağım sizüyürdu şaşu bu. Sual şu düzel sizüyürdu. Dahni sizüyürdu alık da. داق تغم تجمع شاشة سنة وطق إقيت هلو ما داتسز دا مسكلي تزيو على بيلقل راقنا وطق إيش لي شوشوات دا لويخ شروال باخم تزيو على إيخ لي شوشوات إيش تموكش اللي تلقدو تنقر تلقدو سنديل هو شين دولش دول هم ندقر بقلا إيسكرني خاصة ديش والله Dēlāk tieši diezkoita, tieši motivitācija motiviča, tavu. Tieši motivitācija motiviča, bakal tieši diezkoita dēlāk. Vai tieši tā. Vai es daldīšu modu, vai lā, salā atdaldīšu modu, vai daldu. Som handa dalvarču, tāneštīna, ha, hins vaiši modūštek, din cēnedek, ca īmāni āvoš, islāmi āvoš, ca موردون شي لامس داوش ديكان داوش ولشان مدوخة بولشان خائي يمسك اللالو استباخ شابر مسكنا اشتمو ام اقيتن بوش بيش ميلبو هو ميشاو خاء حد اويا شاني بيرو دالو دوري كيجينيش خل كوارت بوتسش خل عيلوش بيش خل قيتيو عمو вот тебе скажут, чем ты отличаешься от Васи Пупкина, который в Москве делает ту же самую ерунду. Таким же макаром скажешь завтра, послезавтра. А почему бы дискотеку не сделать? Послезавтра скажешь, а что это там в Грузии можно разные флаги, давай здесь тоже. Это как с окно Авертона. Один раз позволишь, дальше будет хуже. يقولوا على خيتي خيلو زالا ولي بادي ديش سوخزات عز تابولشان يقي جروب نشيو لا ويدو عنده شادو الانستغرام يقي على النبي اسخينا ومولد جن يعشق يجي يعشق لايك شيكي يقي قانون يوالمت النبي اسخينا عنده خلو جروزني لايف ونادي مارشكا لايف إنجوشيتي لايف بوخش ويت أدخ جروب نشعين 500,000 600,000 بوخش подписчик шагулден تخن وين ديزك وين ديزك دويش بقنا وين ديش تكدي بقلا ويت بمواتويش وين ديش اتيوق يشيد عوشكوش سو باتيغونكو تديانا ومولدوش سار сторону одитешу وي كولتوري دي وي تрадиции دي وي ценности ويومشتي набохшбу ундбу царудо тактик мою ца публикации чукус публикации чуха уже подготовленный кадр шбу психолог шбу профессиональный шей болбеш нахбу саму ца комментарий язё эти масалла доно халуцруй хинстяхрас яшек мардети ацари то сразу
короче говоря, да, истолол из бог зачу. Я зашик. Так зуд моя лина, короче. Юг и птен поддержки с разных сторон подхожу видение. Иштолдел богу, его ждать скрытıyor. И самуд она ойлцаю. Зуд милию. Зуд ахаялич. Хаданан. Чушиданан сан лоршдас. Хун зуд ахир маятис. Бреха. يتو قيين Это بولدوزل бич пакетче вошла, а и рюкзак. يحون سو بين بولدوزل بات элшна цу худюзел قيوه بو اشتوليو شوزوچو то есть гоишин цу цар дыганы хунядин марнан зуччина кантана герти хунядин герти бошсон суэлэ жуэн ишта психологически атакши что потихоньку молодежь Это и есть ценность как новая чуть вертона. Это ценность и есть чуть новая вертона, да. تغنى وين لا صلاة ويات تغنى إمن يصير إبروباغاندية تصير وين ده إبش بالغني دعل بوبش психолог шбацой это бама бацуш сама мекта таган мабацой ху ишт группан де представить им за психолог вац примерно байсом расал мониторить шарил комментарий оказывается Тарор прочитал, анализ сделал, это зуалет. Самое И против интересное, него- удухаем, черту, самое интересное, удухаем. М. Те люди, которые говорят и рассказывают о том, что после дюхар зуд ял маиня дюзел штани ял маиня нан да ададити дада диз ках имате оле туи дала эл до из дана целошвиг يا قبر سلوش بك دالة حونة حد يزل ثاني يضيق أولا فيتو ديق موضوع أحا حيتين دا ودوي داويق أحا شرطو داويقي بمحتصل سامو И черту мы потеряли. Короче, я так понял, пока мы разговаривали, черту самого забрали. Короче, пока я говорил об этом, так получилось. Ладно, с Ваймата Чаклохкадоси предложение. Ща Мария, ча шие. Майра яздая езмет. Хана у нохчи чуау сюальжгалау. Хана цюндюзел махельна, цозуд маяльня. Эта же мать противится тому, чтобы ее сын оставил их и ушел. Вот что самое интересное. Башлам нохчичуа уэжри. Я живу в Чечне. Нохчичуа ашу. Почему-то все говорят, что я работаю то в парламенте, то в правительстве, что мне кто-то платит за сценарий, что мне кто-то проплачивает и все остальное. Что духдаешь? Оставьте меня в покое. Я блогер. Я пытаюсь не говорить о политике. Я пытаюсь, чтобы никого цхада соочи эфиряли, чтобы сзади я историю рассказываю, какие-то важные для единства нашего народа вопросы обсуждаю. Последние 2-3 дня я никого не трогаю, я никого ничего делать не заставляю, я никого не зомбирую. Просто-напросто, если шу нахьяца, шу большаяца, сацешсаю, ас диндол, о хагайцун, ас худина, цханак оман, хума цадина, ас цханна ден, хума цадина, ас ек омнаш цешсаях, ас тейпнаш цешсаях. Отстаньте от меня. Я не работаю нигде. Я пытался, я баллотировался в парламент. Я это всем сказал еще в то время, когда пытался. Я не прошел туда.
Я сижу дома, я живу один, могу пройтись по квартирам, показать свой холодильник. Все, кто приходит ко мне в гости, прекрасно знают. То, что я знаю людей, конечно, я буду знать людей. То, что я знаю, или Черту знаю, или других знаю, вас знаю. Ну, конечно, я знаю. Я же, блин, не конченый идиот, чтобы тех людей, которых я уважаю, ценю, чтобы я их не знал. И я просто-напросто просто в шоке, потому что какие-то имбецилы, конченые имбецилы не могут просто-напросто сами высказать свое мнение, обвиняют меня во всех смертных грехах. То в продажности, что он работает на правительство, КГБ, ФСБ, ЦРУ, блин. Я в Грозном живу. Я простой человек, блин. Если бы я был в достатке, если бы я был на крутой машине, я бы скрывался вот как Черту. Видите его? Никто не видит. Видите? Шикарная машина. Зарплату получает. Свободе Черту. Дай хотя бы помечтать. Получает зарплату в евро. Свой уголок. Ёгушкой, ты Короче, волосы у него на голове есть. Вот. Вот это есть. Вот. Да. Жена молодая, красивая. Все у него по кайфу. О, да, истинно. Вот о чем. А что вы ко мне прикопались? Я просто-напросто, я говорил и говорю, я закончил исторический факультет. Я по документам, по книгам вам показал, что да как. Просто-напросто. Если вам это не нравится, с каждым человеком призывал, показывайте лицо, заходите в эфир, давайте говорить. Раньше это было так. Сейчас я и этого не говорю. Пошли все к чертовой матери. Я хочу говорить только о своей истории, о своих проблемах, о башнях, о чем угодно. Опять же я говорю, да, если бы сегодня мне не задали вопрос вот касаемо Симонян, то, что она сказала, это меня задело. Что этот Ляшин или Яшин, как его этого, Чукпек, блин, Чекиндес, блин, который там сказал, что там начал там доклад какой-то сделал, опять пророчит войну, опять делает самыми крайними чеченцев. Да, мне такие вещи не нравятся. Да, поскольку я являюсь ломом, извините так, блогеров называют лидерами общественного мнения, потому что у меня есть, есть определенная аудитория. Я прошу, чтобы мой народ был единый, чтобы никого не сажали, никого не убивали, чтобы моя республика цвела, процветала. Что я у вас прошу? Если кто-то нечаянно или чайно, бисмилля, кто-то там отправил донат, вы меня упрекаете. Если мне кофе отправили, вы меня упрекаете. Конченое мудло, которое зашло здесь, плакало, спрашивало 3 часа у меня про донаты, я сказал, ну пришло, не пришло. Этот момент зафиксировал, пошел как конченая, я не знаю, особь женского, не знаю, среднего рода. Пошло, сделало, просто вы понимаете, в чем речь. Когда я не говорю и не отвечаю на вопросы, Башламшен, интересно, доцик, ответить, Садо, ему правду говорят, я никогда ни одного человека не блокировал, если этот человек не матерится. Раньше я предупреждал, говорил 1-2 раза, хотите, если вы такие супер качки накачанные, да такие вы здесь бываете все, я не знаю, убийцы, терминаторы. Я говорю, идите в личку к себе, друг к другу, и там выясняйте отношения. Здесь взрослые женщины, здесь Сколько вас, Майя? Сколько вас, Майя? И самое интересное, Чертус, я вообще не знаю, представляю, мне вчера вчера какой-то ночной чат был, там опять обсуждали какие-то земельные вопросы пограничные, и опять я этих людей знать не знаю, что это за чмо такое конченое, которое меня обсуждает. Там один башла, хоборжвала, хосегела, хауэла, хауэла, она стоит, хер элла, все, гуарду, элла, цэлла, цэлша, хадос, никогда в жизни цанак оман цэца, я забаряшу, жимусо, вокчунсо, историю чусо. Но когда я отвечаю невыгодную в вашу сторону, не надо ко мне приписывать и говорить, что я там этому там продажный, тому продажный. Да, я знаю руководство своего региона.
Черту, ты не знаешь руководство своего региона? Ага, Ты не знаешь руководство своего региона? знаю, конечно. Ты не знаешь министров нашей республики? Знаю, И ты разве живешь в знаю. Чечне? Нет, ты не живешь. Нет, Тогда вопрос. Ты, значит, ты продажный. Ты разведчик этого кадыровский. Ну что за тупость, блин? ой, Волау. Вылез, да, язык. Нет, я говорю, если я общался, да, я общаюсь. Масарна, ажиш, с номерю, да, язин. Банковский номер, это да, язин. PayPal номер. Любой человек может. Во всех социальных сетях есть моя платформа. Я всем говорю, я открытый. Мне звонят круглые сутки. С тех же тюрем мне звонили. Хату, брат, иштру езер, вайцаху езер, с севера до Европы, до Америки. Маса, Тиримонш. Я всегда всем говорил. Я за братство, за единство. Но Валлахи, халаха за братство. бьюхал шхиях махажа, мабаха масана. До 2018 года мы знать не знали, что есть кто-либо или нету. Ну, такое уже хватит. ويقولنج الله وراوس عندك ويز ويقولنج الله وراوس شو عاد يزوج بعد سعر أنا نوختي غلغي بيرخش داخل لاتن وخصو هيتي سدوزل وين يعبيك دالوري وين واش دوش توش بلاتز سدوزل باز شوها نوختي بيرق غلغي بيرق يخرج آخر يخ ساري ميتинг جلوس Я вообще даже не о них в данной ситуации, Ваша. سقيت شو اسم بوجو ده وين هودنا خايون وين هودنا خايون ويا مو إذا تعجيني بازريات إجوا يقاسن دوي تام وي تو شرطو Ваша. تغرهيز دي تقوي عديتين خلج все قيت يوقش даже يوقش ياس даже عادتنا Хинц худие бахтиш. Хинц худие ба. Вообще тогда вокруг Хинц уже цеяшкаш мони адвита. Да азмавала. وتصدقنا دايل ده هيتصدقنا ضمت تيجي جروب شو اسمه لا حون قيسا خوش خلي تعامل يوتيوب и муса ролика сюга 170 раз я. Дук дахар. يوتيوب شو حي شيء بول عبش بولش ايش توصل بولش ناخبات ايش تيرغتو وي غلطو وي ايش وي عذابتن وي ما الله دوي بشلام ايش عذابتن وي ستوري وي ايكونوميكا وي يوشو بروبليمش Дели он черту эльштишо, и войник дючхали, даже в этом случае, вой цебизм, вой гбешкуй, кехт шпят шпетра, шумшли урману. Вообще, адность собаку. Любой знак. Массивно, я закинул 3 поста, нет, 5 постов я закинул, между речи ауфью осязано. И все. Это официальный источник очень классный. Цагун кивян, шигун кивян, хогун кивян, хон тоцадиз, хоуни один. Вот что, почему ты со мной на ты говоришь, а не на вы, бог. Все, я... Хагубарбу, сапаблик, какого флага, да, теперь, сия диарин гюбцаба. Эндери, анохча ашбу, але рез бацуш. А при чем тут это? При чем тут это вообще? Я публикую исторический материал. Я опубликовал. Ахайн Элевинчуна, эх, ши лейтер вела бог да из. Қийтия. Ош бусул бнах бубош дионз. Бусул бдин чоли лоцар бош. Вой дион гонки мот büч сарси. Қийтия. Вой иш айбан лилина вой гибе. Зундел. طبعا وين تكراش خانو خايون أصل إكسامالي خانو خايون نجا أحسن الاستدلالي دقدايت ديز نوخشي تعير بوخشين على لوزر شدر نوخشي تبالين شين على لوزر شدر يديت تل ويغوق قل مسدل الخايون سيكاتش وين تبي أنا والتقن كورتوش تبي أنا والتقن كورتو إيمين نسيلي أتسيلش حيزو شغله غونكي سوغا إذا سون داجت تسألش ثاني عون بيتاخا تسألش ثاني بيتاخا سون دحر إشالته يهد منه سوال غيشو
Церковь претензии, ой, Милвара, черту, да шухле, да, исторический умштующий модель истории. Бейбл там дауштес и отравитвар, и ой, церковь претензии. Кики, уж там, ой, сани, бадик бахл, диез дуквах, дину, чена дуквах, оршах, это сон. Хенс, ой, аш бешпуй, хенс, ой, не шей дуквай, ночи гонки от царах. Я, чтобы не путали, ночи гонки он должен, ночи чё ас был дер, что ночи был дер, болштаться. Цара меттикшу кешниш даре нохши кешниш масу свинарник шяши конюшниш яши очхана гонки кешниш тубош нохши кешниш цадух дейтел меттикш буцар так цэр бошхана цан бойш хилш бари цац бочара ва нохши цига халат бин бой бо ал qir bela shay kigi beştat gergeldik بحار اش شاش داي انخلاع شيء تيح يسيتا دعبل تارا وش تصدق حلقين تاني يقع قين ما تكشبو تارا عندي عنده ايبوي وتيجا اسبول دعبل حلقين ايش ما تكشبو توست وين غول خوات سخل اش تاتبش انه وين ايش بوش وين ما كا اسبش بوي ايش بوي بيش بش دي حابش بوي ايمنا دي حابش ايش تاتبش ايمنا وقسول الشيء موات بيتشي هونيادن شون هردنا وجدنا ده يرمولوس موباخ شو اردو صباح ارباخ نوخشي بوشون بوشا وين ليق اتقوايت شرع ويتسيحدو تشخينا حتى عندي عديك بولا بنا تنديرا هينسا عداز تسيقع ويبو الشا الشتان تلق مو الدحون خل الشا السلاسان هينسا اسي تعجيم حاغما بيني عواشم اوقي تشو حجوي أس никак религиозные деятели, это что хажа, естественно, то что хажа. Аллахи, настолько с предчувствию из-за 100% войны халат, 100% that's 99, 100% аль-варвик, Аллах не бихор that's. Итсол чоуса, хунд эльче, итсол нохчи кан тиешет яшт, яхвел цагунки вац вообще. Цааннат яхитин да. Даже имам Шамилин яхит наш бой. تشو حاجة تير تعمداس أتكزات تصدقنا تشو حاجة الدين ماله دوتيس شو وسيم صوت صورك سيجمون جودا хотя 43-м элдо تعتبوچа но на самом деле достоверно яц до 46-й 47-й год качился северный вок хаж отуна ицуна исторический баш у нас не религиозно исторический цунаха дак эстин цадават и витим цават ицо чол нохшишан дохуеш кылу إذا مودون ألشة قطعة زوجو إستوري سون بقراني ميري جنوات تعرج سلطان موتو تير السلطان موتو поддерживать вяшгила оли تعتصم что цель дуешь но это небольшая куча людей باشا دابا يلا بيتا انا خبشي ذات وين دغن سويكاش واش نصحوا دولي غمل دغن انا ماتش ديك شوي قوي بمدور خشول شوي قوي ستيمر كومبوت شوي قوي مثلا пример يقصوا يدخلوا что он дат до мирового уровня довести в мировой рынок дать ويدون продукции сок из خشولهم из матч из نسكي بي تحته бренд бренд мировой рынок أخريت إخلي يزوي زداج إخلي يزوي мировой уровень экономики. То есть ты имеешь в виду внести себя в мировую экономику, чтобы мы себя показали как-то, бая? Внести в мировую экономику, что-то у нас было что-то свое, и чтобы мы показали, бая? Вот и бах, остался. Арцуев, по-моему, варсию черту связи, черту связи, Арцуев. Хавацарцу в первую очередь черту юквака. Я тоже за то, чтобы черту вышел в эфир. Черту эфире. Ахубоцу. Ассаламу алейкум. Это в эфире с Башлам. Кто в эфире с Башламом? Неужели? Да? Ужели черту? Дела, Волцинах. Дела, черту он бодик дисла. А чтобы можно было вести что-то такое, допустим, свое родное. Вот я честно тебе скажу, Бодик Дич, у нас мы допускаем очень сильную ошибку. Допустим, первый дейл Бог, Валлахи моя царцхана в России, а я в то время работал на больших этих тяжелых машинах.
Татра, Кразмаз, еще что-то. Первый четырехмостовый КамАЗ инага ногчучу дейл дуаву яма яцар я Татарстане айнма яцар четырехмостовый КамАЗ валлахи яцар ногчучу майнери вот просто вы дурачуй и запатентовать да и цаун дац первый из них куяшчая кидек дочкая первый четырехмостовый КамАЗ гинексун инак передний и задний и оша сун гинек ногчучу Цайоквай. И роторный двигатель Олсунах без коленного из инага ногчего. Поэтому... قطعة يدو خدات خيوتاجي وتش بس أنا وجيل ماتسون إذا بس إشاعي كتير نشاس ويا خزني يخصن حيل الله كنتيبو молодежью способны молодежью ودنيا نشعلو قدو أمنش كحيشدات هم ددوليش ويقوم خبر كيجيشنا هم جودو دقرادو اتسمن заинтересованы стрелче اتسمن заинтересованы стрелч карио шумхилч قيجو خير заинтересованы мотивация خير Гойчхач. Если бы цахинц, допустим, абоштик дари, зла, шарту, если исан был нахвой поширят бяш Гойчхач, я Мерседес слуш. Я кидек аспект. Серьезно, баху, валлахи. Не смаха, срезу абочу. Цажималц, мне мощанил, и Мерседес уж кидек гой, все ночи, а вы мойчера, и гоур цухаяна, хинц мощан, все просто хинца, они понимают, если ты спортсмен и достижение айой, что им дарят олимпийским чемпионам, другим дарят машины, они знают, и все стремятся в спорт. Если точно так же будут стремиться инженеры, физики нам нужны, химики нам нужны, биологи нам нужны. Аллахи, если их будут поощрять нужным образом, я тебе клянусь, у нас вайкам чего трудолюбивые, они пойдут туда. Способны туда. Если масла оккупация, любой знает, кто занимается бизнесом, если тот или иной инновационный продукт изобретен и сделан, и в течение года он окупается в основе своей. Мерседес, USL примерно бахвай. Мерседес это эталон, допустим. Ну, примерно, да. Если этот человек будет предоставлен этому человеку Мерседес, если он что-то изобретет, если это запустить экономику, этот Мерседес через год окупится. Но оно останется, понимаешь? Войчан, гуля, вот к сожалению, что мне не нравится. Сейчас я отвечу, Заур, я сейчас отвечу. Что мне не нравится? Не нравится мне то, что мы говорим о независимости, о государственности, обо всем, даже не делая спичечный коробок, понимаешь, сегодня Татарстан себе может это позволить. Почему? Потому что Татарстан является, нравится нам, не нравится нам, самым донором регионом, самым богатым регионом чуть ли в России. КамАЗ Сигая. КамАЗ, я тягаю, кроме МАЗа, Белоруссию, все у них. Да там не только это, вообще, все мои друзья... Вы хотя бы покрышек шмуцы, например, нравится. Универсиаду, Шайгна, хотя такой же ваххабизм был там, Тигр Хаял мою, набережная, Челна Ахталь мою, самый радикализованный молодежь, взрывать, все это есть. Но несмотря на это, в российском министерстве России почти что, ну, в любом случае, в кабинете министров России, в федеральном центре, 3, 4 или 5 татаров министры. Татарская кровь, татары. Федеральные министры, у нас. Нургалиев, бывший министр МВД, кто? Татарин, Рашид Нургалиев. И многое-многое другое. Эти люди на сегодняшний день, мы говорим о вещах, об образованности, и эти люди, даже если сегодня, мы не говорим о том, что призывая, не призывая, это не призыв. Если они завтра захотят быть суверенной республикой, например, как Азербайджан, Грузия. Давай. И давайте сейчас я... Ассаламу алейкум, башлам. Я недавно видел несколько роликов после Тамерлана с помощью Ивана Грозного. Кабардинцы захватили, насколько это соответствует. Не соответствует никакой действительности.
не соответствует никакой действительности. Иван Грозный и то, что Темрюковну выдали, Марию Темрюковну выдали за него, это был союз между одним из кабардинских князей и Иваном Грозным. Это было политическое решение. Но за счет этого, что были преференции, это было заключение соглашение, ничьих земель после этого, да, они получали преференции, потому что они были, якобы, зять был Иван Грозный, дальнейшее распространение политики и так далее и тому подобное. Но за счет помощи или его стрельцов захватывали земли, это чушь собачья. Ни больше, ни меньше. Поэтому эти ролики, это просто очередная бравада и фитна. Почему? Потому что это, если я не ошибаюсь, 15 век. Да, это должен быть 15 век, Иван Грозный. Нигде нету, ни в одном, я, по крайней мере, не видел исторического материала, что за то, что замуж вышла за Иван, просто эти люди не знают, кто такой Иван Грозный. Иван Грозный был жестким тираном. Ему наплевать было то, что его жена была кабардинкой, черкесской, да кто угодно, любой национальности. Абсолютно. Эта местность, все, что было за Кабардой, ну, грубо говоря, за Черкесией, она называлась Тьму-Тараканью. Тот, кто занимался историей России, они знают. Эти местности были неизвестны. Я вам могу показать карты, как они Тартарии некоторые пишут, и по-разному записаны эти местности. Они не были изучены, они не были заселены. То есть здесь, с одной стороны, Астрахань, Казань, эту область степную были взяты. А горные части, вот это Западный Кавказ, Центральный Кавказ, во времена Ивана Грозного, что была в эту сторону экспансия, это неправда. Почему-то все пытаются это показать, что якобы черкесы получили какие-то преференции за счет того, что... Ну и что она была жена Ивана Грозного? Преференции получил непосредственно только этот князь, который выдал замуж, но не все черкесы. И кто говорит, что все черкесы стали сразу такими богатыми за счет Ивана Грозного? Покажите хоть одну строку. Хоть одну. Нет, конечно. Дальше распространение, если что нужно там. Он непосредственно тот князь, который выдал замуж за Ивана Грозного свою дочку, может, он получил небольшие преференции. Но опять же, где доказательства, где документы? Рассказывать, что эти байки, это знаете как? Это логическая ловушка. Жена Ивана Грозного была черкешанка, черкешанка, значит, за счет этого кабардинцы захватили и дошли до Реальского ущелья. Да чушь это собачья. В то время кабардинцы, грубо говоря, черкесы, они имели сильные позиции и без Ивана Грозного. Я не слышал, чтобы кто-то из кабардинских князей, пользуясь московскими орлами, нападал там на весь Кавказ. Я думаю, что это и так ясно. Возвращаясь к нашему с тобой разговору, являясь донором для других регионов, этот регион может себе позволить жить себе, да, грубо говоря. Почему? У них университеты, все есть, у них кадры подготовлены. КамАЗ самая сильная российская компания, которая уступает во всех, и Дакар, не Дакар. Кстати, хотел сказать, здесь нас слушают. По-моему, я где-то видел публикацию, информацию, что 500 человек требуется рабочих мест. 50-60 тысяч зарплата, проживание бесплатное, частично, питание бесплатное, частично. Это там, да, в Татарстане? И дорога бесплатная. Богом легче, поинтересуйтесь там. Да вот видишь, я же тебе говорю, и то же самое многие скидывают. Он во Владивостоке работает. Из-за зарплаты там сколько, 80 или 100 тысяч, мосты они строят. Мосты во Владивостоке, там, он говорит, ветер страшно просто насквозь проходит. Я к чему это говорю? Если есть рабочие места, у нас не считалось никогда грехом или с чем-то зазорным, чтобы поехать и работать там за деньги. Да, это север, да, это трудно. Но... Набережные Челны, молчу. Набережные Челны, Татарстан и Шун, чтобы знали. Это регион 33-й эре или 30... Точно, интересно. Ну, я к чему говорю? Если мы говорим о том, что наш регион, даже
от тех утопистов, это утопия. Если у тебя нету кадровой политики, которую ты можешь вырастить, которые будут образованные, 16 регион, правильно, работать, заводы и все остальное. Просто я не хочу уникать в политику, сколько раз наш глава Чеченской Республики просил построить здесь завод. Он просто-напросто, я помню, официальных документов, то ли 5, то ли 4 раза он просил построить здесь завод. Роснефть с переработкой хотя бы 1 000 000 тонн в год хрешь, перерабатывать аж. Не построили. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. Кто не построил, Башлам? Роснефть, Сечин не построил. Рамзан Ахматович об этом говорил. Он договаривался, много раз писал Путину. Путин поддерживал. Почему не построил? Почему не построил? Я, честно сказать, какие у них отговорки или что у него там, нецелесообразность, кризис, экономический. Ну, короче, ты понял, да? Дагдовый, что... Любой человек статью придумает. Вот и духша, да, климада. А все остальное, ты знаешь, руководство региона с радостью ему предоставили бы. Просто Рамзану еще любой и работников все отправил туда. Сегодня просто-напросто, когда мы говорим о таких вещах, да, если говорить с точки зрения экономики или экологии, точнее, вот в этом вопросе, конечно, сахилар воляду. Почему? Потому что экологически там безопасно. Да, сейчас современные могут все сделать. Но, опять же, мы возвращаемся к вопросу, который говорим с Черто. Роснефть, Лукойлом, Алик Первая ЦРУ, это уже совсем другая компания. Если мы говорим о таких компаниях и пытаемся построить что-либо такое, нам нужна плеяда молодых специалистов, которые будут. У нас 80% экономистов, 90% юристов, я не знаю еще сколько процентов можно сказать, все у нас экономисты, юристы, бухгалтера, экономисты будут воровать. Экономисты будут воровать, юристы будут их защищать, в конце концов. Подписи артистов, Бога. Артистами сейчас никто не хочет, в принципе, быть. Артистам тоже очень мало платят. Что, бомбарон, YouTube чему будет, шорты? Подожди, это совсем другие люди. Это совсем другие люди, которые, извини, это не такие. Чем не артисты? Нет, в этом плане, да, я про что говорю. То есть официальным работникам культуры быть они не хотят. Они хотят вот эти, знаешь, YouTube ездить по дням рождения, там, лянгер, траля-ля, неважно, что это соответствует нашей культуре, традиции. Ну, там сейчас их начали, точнее, уже давно, уже год как их вылавливают, сецей, жим-жим, дадох, штадели, сюли халга штадели, на свадьбах раньше, юхули, цали, тихенца, даже без платка попробуй зудеалинча. Не знаю, кечена, ой, дочь загала, судавонча, кверта, юлах, дочь, майла. Ну, Нису, алхамдулилlah, надо вот таким образом. Просто у нас народ такой, мы привыкли за 20 лет, нас научили стоять в очереди. Понимаешь, о чем я говорю, Черту? Там Красный Крест и так далее и тому подобное. Понимаешь? Да. Это вот я имею в виду не всех, но простых людей. И когда ты воспитываешь психологию у людей, то есть некоторые люди воспитывают психологию понтов, сказок там и так далее. И они по жизни вот так идут с этим. Некоторых там воспитывают, я не знаю. Башлам, да şu kadar бяхкам вела. Дела башлам, işte даггар сами дарасуйк. Чин нохши мадуй. Да, Да, мола. Тому, по крайней мере. Сумуй, Не знаю, просто ты можешь завтра заявить. Сейчас такое время, черт, только за себя можно говорить. Бекма, отсюда маха. Суэлэ, чувак. Инце, динош, да?
цагем ладно хай ну расхмата дикер нохчмата на жодикер эфир Эфире. жацен нохчм дейл гайер да внутри да район Среда будет чисто чеченский эфир. асун ба хайон тагны ой qom патриот чду ой qom догло что бог шнах мадуй да мола дейду так ой еду она хор дош هو تان إفيرا مثلا درنا تغاز كدوش عداقي ونوخشي موت دوش دي اللي ويوقي ويموت بديش وين دو غاز موت بيتن قيتو بيش بوناخ بات والله بسلام اش تقيتش ديك وما دوين ديك دو سوكرات بات ديل دادو اش قاري دينا مسا خايد با هو قاري دي خلش الله داغويت شولا حقجوا صورت ويديتر شادك نقش ما تاخردو شيكو ياتي اس هينس هونديشلران الچه حق خاطرشه وي كوسي ويجي داي درس официально айсайт айдиштас дил да милики анонс бая цадедуй анонс цадедуй чтобы что анонсуй нахен ундерч иште we мот поддержку ценух всё поддержку ца холодно ويدون هور دي ناحية أصلا поддержка إلخ مثلا يبدرك بوش تلدوش أسيوم إفيرا حوتاني نوخشي مطا إيدو داخ إشتي نوخشي مطا ويدابو داتسباليتا وين تيحا مدويس ويا مدويس أزيوا سيد محمد قون حاجة إيه شلابا يهودو غاية سيد محمد نوخشي مطا بيقية شواس إيدو إيش الخيط رجوك غاية إذا واو دخيل دوش نوخشي هوري تيه دوخشي خلردات إيبنا ريجي تيه دوخشي خلر إيدو خيل دوشو هود أچا دحغين دولهم شين سخيش سنة إليتو يوقيت مخيطنا скоро ограничение под понятием слова скоро хахо махита там и 50 лет может скоро быть салам حيقلع جونزل بوغدو точно не знаю İşte ben de öyle şu masayı büyüs mer şey yok işte kadar şu kadar otururuz şu kadar doğuş şu kadar doğuş değil ne yapıyorsun ولا شو سافر عبال بالك شو دعوج شيء بيرسي دبقي فير سويس وال بشع حافر انا بقي ترسو بوس لا شويه ترسو دعوج بيز ما سو حاخ بس صار ساعه افيري لا كده سو لا يجرو hins goyon hins i moment der goyon hajo hins çok üyeş moment goyon nu baş hins hunu tağını efiriyele on efiriyo ayeyiş daqiya çodiş edman صدا ala راح تسوي اشياء ويقول الله هنت that's what اشياء ما اما اما سنه تتوين تكنولوجيا شو اسويتش اسف عشان الصوت цан сахта сүйт цац бочер цан сахта йбах эфир дикту ола цан сахта яшана эфирин сочок кошу сахта дошту вежри и дрзгонна минут 40 хус эфир чувелч хачуца боши чувелч sabır dadigi ya kamel upshi dadigi ya sabır diye tağını haysa da amala on çoğasa doştuk mu o dışına hins hosanna o sabışlam hıcdat vahi حدا قريك دا دوت سدوش افيشكا полностью ожелание цани садуар мадара да сэр шоуш не на проверке дела из-за гнева бах из-за это называем так все ухусу из технологии это юг из-за 3D артист уерти так все мет хайсун из планирование баклана должен хагоит то сорт خيشوش يقش تاسيتش وانا خليلية هو يتعني ذاك دوغيشنيز технология ذات كمبيوترني короче в таком случае вот هجو إيهم رزيوات تديز تغنى ديونا هودنين جوا بيتكوين ورسامي قيالة قوين سنما خالبوش بو سنما خالبوش تن بو değil bu tağın oyunda maskını şu yakın covid derşadık adımışdan açıyordu yakın online business sayıl şu konu развивать derece boş потому son hakikaten çok işleyip sanık
online هولي IT programmas online أخش online وصهم قيت دويتش مضيش هدرجي Голография تقول и бахай. wo قلقرامي يستيت تعمل مليون سون إيش قشيت سون كم يداش تقصو هذا Да? تغن ويديون Он гушятся. Агашин. ديلا سون Хабяк قشيت мон цабяк бацон в любом случае. تغن وي شاك بيريود دون تسكو خلق باك شوي уже دون IT أوي شارك كمبيوتر ني استبيرش دويش برش نديون ekonomist jurist çıkıyor sana üyeş boş bol ediyor sana payden boş bol يقومنا payden bat üyeş mi çabu sana ne te üyeş çidin umgin dat son o şu qiytiyor sasu diye bir proces gen son sarin ta amda bit sat din sar es ekonomist jin podnyatin ekonomikata gen son qiytiyor تقصولي دون اس كمبيوترز دول حل اونلاين بيزنس وج اي تي برنامج اتس اغوت ديش شغل خضر لورش سيلنيش بلني شوين حياش جوح دون ويشتك وادل شتوين جوح لورش بات سوي بس انت السون كوتش ما ديلوش ني لورش دات اشنو ما تبوش جوغ لورش تشن نو تون ويش دول لورش وبشي جوغنش بو Хычоли. قيج اونش بيش قنال اسيري ايش Леш. ورد وسبيتانيات سوي بيري وسبيتاني باشلان دو فادك يعدون دا تخنا Европе моду хаян, воспитатель моду хаян куза. Государственный работник, вы представьте, да, государственный работник был. Дела очень серьезное влияние, уж так учитель. Мельмели хируч. Уровень Асу учителя, кицан конечно. идон хока хун учитель сгурят, он войт ахсан шпилик штеял примерно қетео. Прическин. Да и да гурят, социал казбал. Андо قنيمات صناعة شو учитель газоша. Ты явно Ца ёкшум году, ца ёкш. дала здесь учителя ёкшу, да? давно не на шпильках и давно уже не в такой форме. Вообще. Серьезно? Товар. Не учителя, غلا صغاسهم детские садики уже надо كتلو уже штат куза уже дукканы что. ديلري الحمد لله Вообще خاصة والله куза يو سويق باق Что? تصبير شدالين شين هذا وتدويت أسيز Черто. Университетчика цигадекца сон. Но в остальном детские сады и школы никакой Николай, Кверта, Айолок, все. Auf Wiedersehen. Da der Lekoza. Ich schon يوخ شو هالخ سينجينك دو أسويت Nein, so ده حاول دري. حالك كوربوي قدك دوي دو غاسقي مركوني بسر عقيد شاسيتو نيتو برتان. الحمد لله ديل دا مدير إنا نباخ Конечно, даже молодые с педагогического хабахнического преподавателя, они уже давно являются в другом формате. За это نشتم دوت أخ وجري بيحكم ويلشني سين خيشتك بوسو قهية والله اشتقواتش إن شاء الله على دوش إن شاء الله عمدوه أشي يديتشن хорошо. Но вот noch Ишин таган будущее у дунянч хагуч сурцы и IT ауи Ишин Будущее за эти технологиями не спорт. так этим ауиш ликвидер молодежь сон меньше аймариация мекс что бис мершил сладух башла Давай, сейчас Алик да. Конечно, хотелось бы побольше бы, чтобы у нас, я понимаю, что вы даете порой знать, что долго, когда говорит человек, что вам это немножко приедается, вы хотите, чтобы другой говорил. Вкратце резюмирую наш разговор, и вы пойдете уже спать, так сказать. Минуту-две я у вас займу. В любом случае, если мы хотим продвинуться и уйти немножко вперед, чтобы говорить о государственности, чтобы говорить обо всем остальном, нужно придерживаться нашего правила, которое мы уже говорим в последнее время. 3D правила Алмегардушуна.
Деша, Деба, Даха. Все эти три правила должны лежать в основе всего того, что мы делаем для нашего народа, для наших всех обществ, которые себя некоторые даже пытаются там считать. Это должно лежать в национальной идее. Германия, Южная Корея, Япония, придерживаясь этих правил, сегодня являются мировыми, так сказать, государствами, которые реально с высокими экономическими показателями в мире. В тренде мировых там, экономических показателей, я хотел сказать. Поэтому хотите, можно так. Если мы собираемся быть все время копошиться на одном месте, тогда уж извините, давайте будем говорить о величии только наших предков, в будущем ничего не делая, ничего не изобретая. И мы можем говорить долго, рассказывать долго, но мы останемся при своих же проблемах. И лет через 50, к сожалению, опять или 50, или 100 какой-нибудь Чингачгук проскочит и начнет говорить нам, какие мы великие воины, что мы должны первые поднять революцию, и опять прольется кровь, и опять все будет разрушено у нас. Нужно быть умнее, нельзя допускать того, чтобы развивался сепаратизм, экстремизм, терроризм или что-либо угодно. Мы должны себя показать с лучшей стороны. Только так и никак иначе. На сегодня мы уже закончим. Сегодня уже 4 часа провел эфир. Завтра, наверное, я не смогу сделать эфир, точнее уже сегодня, потому что, к сожалению, у меня нет возможности потянуть. И 2-3 братьям, которые сегодня смогли, 2 или 3 было, 3, кажется, Амады, Омари, Костагу, которые смогли задонатить, Аллах да саил, Бодиснег Эзашка Солду Акилшу, Массера Бюстех Алиоил. Я надеюсь, что если я что-то плохое сказал или кого-то каким-то образом обидел, я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха. К сожалению, осталось 30 секунд до конца эфира. Время закончилось. Только поэтому. Массера Адикюэль, Бюстех Алиол. Будут вопросы, подписывайтесь. Пишите в директ, обязательно отвечу. Не забывайте подписаться на канал, оставлять 1-2 комментария и лайкать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адикюэль, Бюстех Алиол.